занимаются так или иначе там уличным искусством или вообще слышали что-то, все знают, что такое стенография и что это значит для нашей российской культуры. Дарья Наугольнова, архитектор бюро, вот я не знаю, высота, наверное, скажу, Нидерланды, с очень интересной темой по переформатированию домов культуры. Пожалуйста, Даша. Кыдана Игнатьева, арт-директор Центра компетенции по вопросам городской среды, который работает всего лишь 1 год у нас в республике. Антон Кочуркин, тоже легендарный человек. Наверное, многие, кто в сфере искусства живет, работает, знают, что такое Никола Ленивец для российской культуры, что такое фестиваль «Арт-Овраг». Вот. И наш еще один спикер Анку Гасич. Это тоже очень молодой специалист нашего Центра компетенции по вопросам городской среды «Лето», директор регионального отделения городские реновации. Сегодня она выступит с темой по дизайн-коду и как он влияет на преобразование городов. Модерировать будем эту сессию мы вдвоем. Сейчас подойдет наша уже любимая коллега Евгения Муринец. И я очень хочу, чтобы эта сессия прошла очень живо. Коллеги, можно вас вот попросить вот этот ряд перейти сюда? Можно даже на кресло спуститься, потому что ровно через 10 минут Александр Сергеевич нас посетит. Вот сюда вот просто, вот эти места освободим, сюда перейдем. Вот, и будем работать в обычном режиме. Лена, можно прямо вот на пуфике, там молодежь, не знаю кто. Спасибо. Вот. Ну и начиная нашу сессию, конечно, я хотела бы предоставить слово. А вот Евгения наша подошла, да. Я бы хотела предоставить слово уже. Я предлагаю, знаете, как спикер можно прямо стоя выступать. Если что-то тут, то присаживаться. Очень свободно себя вести. Владиславу Левочкину. Тема синхронизации вот наших действий и органов госвласти, вообще городов. Каким образом влияет культура на развитие городов? Вот очень попрошу Владислава уже начинать выступать. Евгения, пожалуйста, я хочу представить нашего модератора. Евгения Муринец, вице-президент Союза архитекторов России, советник президента, извините, Союза архитекторов России, директор института Urban Policy. Вот. Владислав, пожалуйста, вам слово и передаю микрофон Евгении. У нас только один микрофон, да? Ну, попробуем, да. Спасибо. Может быть, мой взять микрофон, если не работает? Так, ну, в принципе, как бы хотел сделать такой обзор для наших гостей, для всех, кто сегодня подошел, в целом по тем брендам, которые уже сейчас есть в нашей республике, которые используются, и по тем брендам, которые вот мы предложили бы для обсуждения и начать тоже как-то их развивать и в дальнейшем использовать. Вообще в целом инструмент брендирования, он достаточно сейчас очень популярен и подразумевает, что, собственно, это прерогатива государства, то есть наших исполнительных органов, формировать бренды территорий, которые, ну и в дальнейшем на самом деле контролировать эти бренды, которые позволяют развиваться на основе этих брендов различным креативным индустриям, собственно, массовому коммерциализированному производству различных смыслов, текстов, символов, то есть тех культурных продуктов, культурных услуг, которые могут предоставляться частными предпринимателями и, соответственно, иметь коммерческий интерес. И ну вот, у нас таких брендов уже достаточно имеется на сегодняшний день. Это, конечно, ну, в первую очередь наш национальный праздник ЭСЭХ Аланху, ЭСЭХ Туймада. Это крупные республиканские мероприятия, которые проводятся, естественно, при государственной поддержке на бюджетное финансирование. Это мероприятия такого республиканского масштаба, которые регламентированы. Есть определенные документы, которые регламентируют это проведение этого национального праздника. Ну и проводится он в разных районах нашей республики. И как, ну, он уже у нас на самом деле объявлено десятилетие Аланху, и в рамках этого объявления десятилетия Аланху был учрежден этот праздник ЭСЭХ Аланху.
сейчас у нас уже идет второе десятилетие Аланхот, соответственно, на самом деле вот эти события стали такими локомотивами, которые ведут за собой развитие креативных индустрий различного массового и штучного производства, в том числе вот народных промыслов, которые здесь изображены. Это национальные костюмы, это различная утварь, это конское убранство и так далее. Много различных направлений, вплоть до полиграфии, вот куклы есть. И, конечно, вот в какой-то степени мы понимаем, что здесь уже ну, вот у нас наступил момент ограничений, поскольку ну, на самом деле у нас помимо этих двух республиканских мероприятий у нас многие организации проводят эсэхи, да, проводят школы эсэхи, детские сады эсэхи. Ну, всем это знакомая ситуация, в каждом районе свой эсэх, в наследии свой эсэх и так далее. То есть у нас ну, как бы становится этого слишком много, и это мешает как бы на самом деле проводить качественно и целенаправленно. И ну, вот, различные виды народных промыслов, нужно понимать, что тоже промыслы это не только массовое производство, это также есть у нас и такое понятие, как прикладное искусство, допустим, да, это очень дорогостоящая продукция, там, допустим, инкрустированные изделия различные там из дамасской стали, там кузнечные какие-то произведения могут стоить очень, иметь высокую стоимость и ценность, не только, скажем, в смысле качества, но и также в денежном выражении. Ну и помимо этого очень много различных сейчас массового производства продукции, начиная там от принтов на одежде, заканчивая там, допустим, солома. Есть такая, ну, есть такой национальный наш элемент украшения, это веревка, плетеная из конских волос. И у нас вплоть до того, что сейчас вот китайцы изготавливают искусственную солому, привозят нам, что мы не можем как бы свою потребность, скажем, свою потребность удовлетворить нашими собственными ресурсами, нашими предпринимателями. То есть вот сейчас пройтись по китайскому рынку, я недавно прошелся, да, но они стали делать все качественно, они очень начинают делать качественно. Действительно, якутские узоры уже сложно отличить, это наше производство или китайское, это действительно качественный бисер сейчас идет, поэтому ну, вот очень много таких у нас злоупотреблений. Потом у нас есть такой бренд фестиваль ледовых скульптур, да, ну это начиналось все, зима начинается с Якутии в рамках этого фестиваля, и вот был фестиваль ледовых скульптур, который проводил город Якутск. Это тоже у нас становится уже индустрией, то есть помимо того, что это фестиваль, у нас каждое предприятие, тоже крупное предприятие считает своим долгом ну, вот, поставить скульптуру перед входом в свое здание. И, допустим, у нас проводятся конкурсы, тоже очень массово. Есть вот наследие даже, которые проводят конкурсы ледовых скульптур. У них есть бюджет, допустим, на 90 тысяч, 30 тысяч – это первое место, второе место – 20 тысяч, третье место – 10 тысяч. И они объявляют республиканский конкурс, съезжаются мастера. Мастерам главное, чтобы стоял лед, то есть местные муниципальные власти вот заготавливают, ставят ледяные вот эти массивы, из которых уже потом мастера изготавливают, и появляется конкуренция, появляются действительно люди, ну, то есть они летом могут заниматься резьбой по дереву, а зимой они вот переходят на ледяные скульптуры. Сейчас этот опыт у нас тоже в других регионах начинает использовать. Вот у нас, допустим, Еврейская область тоже подхватила нашу идею, тоже начинают делать такие вот ледовые фестивали. Также у нас есть Айсариум, такой парк ледовых скульптур, очень популярное место. И все приезжающие в город Якутск в зимнее время стараются посетить, вот особенно весной. Потом у нас вот зима начинается в Якутии. Этот бренд дал толчок многим таким креативным производствам, среди которых вот в нашей сфере я могу выделить это конкурсы, детские различные конкурсы, творческие конкурсы, которые имеют сейчас очень, ну, скажем, значимый для нас масштаб, там 5000 участников ежегодно. И ну, помимо вот таких фестивалей
таких брендов этот фестиваль «Зима начинается в Якутии» дал еще направление другим. Но я вот скажу про этот. «Бриллиантовые нотки» — это международный конкурс-форум. Сейчас там даже есть международные участники. Естественно, это коммерческое предприятие. Это есть определенная компания, которые являются организаторами. И родители, соответственно, делают взносы. И это вот как бы все работает. Есть такой тоже бренд «Биеннале современного искусства». У нас было проведено 5 биеннале, и, соответственно, изначально была задача вывести искусство в город, вот как уже сказала наша представитель Национального художественного музея, вот действительно очень такое значимое, обсуждаемое в обществе событие было, и обсуждения были и за, и против, и всегда это было, как бы интересно на эту тему обсуждать. Помимо того, что мы, собственно, вот, скажем, такие арт-проекты реализуем на улицах города Якутска, не только города Якутска сейчас. У нас также вот различные предприятия, допустим, вот на второй фотографии это национальная вещательная компания «Саха», она тоже решила вот внести свой вклад в биеннальное движение. У нас появляются такие вот расписные стены, то есть тоже формируется какой-то рынок, формируется конкурентная среда, есть художники, которые тоже могут предоставлять такие услуги, и, соответственно, как бы появляется развитие уже на коммерческой основе. Хотя, конечно, изначально у нас, собственно, все биеннале это было бюджетное финансирование, грантовое, оно фактически из республики у нас финансирования не было. Каждый раз у нас тот или иной заявитель подает заявку на участие в федеральном гранте. И, конечно, у нас каждый раз тоже риск вот, получит финансирование, не получит, какие условия будут и так далее. Потом у нас достаточно сейчас кластерное развитие получило. Собственно, все креативные индустрии, они развиваются кластерным типом. У нас настоящий, первым кластером был «Среда», может быть, кто-то помнит, да, это был такой дом, где собирались наши творческие деятели, в основном касаемо кино. Но сейчас, по-моему, не функционирует это учреждение. В настоящее время у нас вот есть 3 таких кластера. Они достаточно интересны и работают по разным направлениям. Это пространство, которое по видеографии специализируется, может быть, наши гости там были. Это вот дом музыкантов. У нас, кстати, вот создают свои музыкальные группы. И у нас появился тоже новый кластер «Дом художника». В этом году он претерпел перезагрузку. Тоже, пожалуйста, вот Влада Тимофеева представляет Национальный художественный музей. Это инициаторы и те, кто реализует этот кластер. И мне сказали, что еще появляется и готов появиться еще один кластер, что как бы тоже интересно. Ну и, конечно, я не могу не сказать про кино. Считается, что кино это у нас развивается на частных инициативах. На самом деле, конечно же, это не так. Есть проекты, вот здесь слишком темно и не видно, да. Здесь вот 4 проекта, которые имели на самом деле государственную поддержку и достаточную государственную поддержку, и имели определенные достижения в нашей киноотрасли. Это «Чингисхан», это «Тагындархан», который должен появиться в следующем году. Это «Царь-птица». «Царь-птица» имеет у нас награду Московского международного кинофестиваля. И фильм, который называется «Надо мною солнце не садится». Можно сказать, это первый такой опыт совмещения фестивального такого артхаусного кино и массового производства, поскольку он был ориентирован помимо артхаусного успеха на массовый спрос и достаточно неплохо имел этот спрос у нас в республике. Поэтому те фильмы, которые создаются у нас при государственной поддержке, они тоже являются локомотивами и ведут за собой развитие коммерческого сектора в этом направлении. Ежегодно у нас производится более 10 художественных полнометражных фильмов, которые прокатываются по республике, и некоторым удается засветиться на фестивалях и достаточно успешно. У нас вот по «Надо мною солнце не садится» фестивальная история все никак не может закончиться, поскольку вот сейчас его выдвинули даже на, по-моему, азиатскую премию.
Так, и ну вот о новом проекте расскажу. Это межнациональный проект «Динозавры вечной мерзлоты». Мы не являемся организатором, мы поддерживаем. Поддержал фонд президентских грантов этот проект, и надеемся, что он действительно получит такой достаточный масштаб. Организаторами являются мультимедийная историческая парк «Россия. Моя история», где мы сейчас вот проводим наше мероприятие, национальная вещательная компания «Саха». Очень важно, чтобы это действительно качественно было заснято. И вот фильм-студия «Море», по-моему, называется «Увижу море». Фильм-студия – это та студия, которая производит документальный фильм на эту тему. Но это было связано с развитием территории Сунтарского района, село Сунтар. Там были определенные находки по динозаврам предыдущие годы. И вот за 17, 18, 19 годы было у нас несколько федеральных экспедиций, которые нашли интересные находки, которые имеют определенное значение даже вот в научной среде. И также вот у нас есть энтузиасты, которые регулярно посещают это место. И если мы говорим о развитии территории, конечно, в первую очередь мы должны понимать, что местные муниципальные власти должны быть заинтересованы в том, чтобы такие проекты реализовывались. Вот, к сожалению, вот нам здесь пришлось столкнуться с сложностями, и были они связаны не только с тем, что у нас пожары были этим летом. Иногда возникает недопонимание, а зачем вот нам это нужно, что нам это принесет. И вот по данному проекту, к сожалению, у нас вот были, вот я сейчас вспоминаю такие моменты, а что если начнут все ездить? Вот зачем нам это? Вот для чего? Какая у нас перспектива? Вот начнут нам сотнями ездить, копать этих динозавров. У нас от нашей горы вообще ничего не останется. Да, вот растащит. Вот такая вот позиция. Это тоже имеет место быть, и вот нам нужно это обсуждать. Естественно, вот данный проект, мы тоже думаем, он может оказать влияние для развития региона, и это связано с тем, что находки эти есть не только в Сунтарском районе, вообще в целом по республике. Вот недалеко от Якутска тоже были найдены останки в 2018 году и в 2019 году. И в рамках проекта запланировано такие вот крупные мероприятия, которые могут позиционировать не только Сунтарский район, а Сунтарский район – это уникальный район, там есть достаточно много таких уникальных мест, но и также в целом республику. И вот один из проектов, который должен начаться в ближайшее время, он будет объявлен со 2 декабря по 2 апреля следующего года, который называется «Мой личный дракон». То есть данный проект, он погружается также в мифологию, собственно, вот этих образов, динозавров, которые присутствуют в нашем богатом культурном наследии. Это образы драконов, каких-то существ, змеев, которые есть вот в нашем эпосе Аланхо. И в связи с этим тоже есть отдельные аспекты изучения. И объявляется проект на CG-Art, это компьютерная графика, и мы думаем, что он достаточно может быть интересен не только внутри нашей республики, а у нас вот в последнее время, вы знаете, тоже активно развивается вот это направление, и компьютерная графика, компьютерные игры, и IT-технологии, все, что связано с видеографиями, это может быть достаточно интересно. И объявляется конкурс федеральный, поскольку у нас федеральный проект, и мы вот ожидаем достаточно такое событие, как CG Art фестиваль именно на тему драконов в искусстве. Надеемся, что это будет интересно. Мы считаем, это вот та девочка, которая нашла вот как раз в этом году уникальную находку недалеко от Якутска, недалеко от столицы нашей республики. Якутия находится на пороге новых открытий. И считаем, что таким же масштабным, значимым проектом, конечно же, может стать наша новая площадь, переформатированная, да, площадь имени Владимира Ильича Ленина. Это тоже может быть проект, и мы должны задуматься о том, как вот такие вложения государства, какие они могут принести действительно пользу в развитии креативных индустрий, поскольку это может быть
конечно, коммерческое производство, сувенирное производство, это может быть различные сферы услуг. И нам важно понимать уже сейчас, что мы хотим туда заложить. И такие проекты нужны для того, чтобы ориентировать наших предпринимателей, наших индивидуальных предпринимателей, чтобы они понимали, что будет востребовано. Вот прежде всего, как бы вот этот посыл должен быть направлен к ним. И в этом отношении мы очень заинтересованы в обсуждении бренда нашего региона, бренда Якутии. Конечно же, это может быть не обязательно один бренд, их может быть много. И на самом деле многие регионы используют тоже такой опыт, когда одна и та же территория, а нам как национальному региону, наверное, это все-таки важно, да, можно определить несколько, допустим, брендов, которые станут такими центральными, которые смогут вести весь локомотив развития креативных индустрий. В принципе, вот у меня все, что я хотел рассказать. Спасибо за внимание. Владислав, большое спасибо за развернутую информацию о том, что в Якутии сейчас, происходит и планируется. Надо сказать, что, конечно, креативная индустрия в последние, я бы сказала, 2 года уже приобрели такой системный, даже социально значимый характер на уровне руководства страны. Вот мы знаем, что Сергей Владиленович Кириенко, первый зам главы администрации президента, в этом году начал комплексную программу по развитию арт-резиденции аж в 14 регионах. И уже первый срез по работе планирует ровно через год посмотреть. В продолжение ваших слов, Владислав, скажу, что есть действительно уникальный опыт работы регионов по разработке и преображению городских пространств, и в частности по уличному граффити. И мы знаем, что на это действительно есть и президентские гранты, и активно вовлечена Москва, активно вовлечено Подмосковье, активно вовлечены уральские регионы. Вы показали прекрасные проекты якутские. И в связи с этим я бы хотела попросить Константина Рахманова поделиться опытом фестиваля «Стенография», который проходит уже, по-моему, с 2010 года, да? Да, все правильно, 10 лет. С 2010 года в Екатеринбурге. Пожалуйста, расскажите нам о фестивале, какой социальный эффект это дает городу, кого вы привлекаете к работе. Так, всем доброго дня. Я на самом деле очень рад здесь присутствовать. Безумно круто было съездить сюда, в Якутск. И вы знаете, я вчера прилетел, и мне даже удалось немножко прогуляться вечером. Хоть для меня там 32 градуса – это холодно, но закутавшись, часик я погулял, и на самом деле это очень приятно быть здесь. И спасибо организаторам за то, что пригласили. Давайте я еще раз представлюсь. Меня зовут Рахманов Константин, я руководитель фестиваля «Стенография», президент фонда «Стенографии». Я уже больше 15 лет рисую на улице, и я из города Екатеринбург. Чтобы сейчас понять, кто вообще знает, что такое стенография, давайте поднимем руки. Наверное, несколько человек знает, это уже хорошо. Вкратце, не листается, кликер, не листается. Все, вкратце давайте пройдемся по статистике. В этом году у нас юбилей, 10 лет. В этом году мы уже посетили 13 населенных пунктов. Это, сейчас я быстренько пробегу по ним, это Ноябрьск, это Муравленко, это 3 населенных пункта за Полярным кругом, Тазовский, Новый порт, Мыскаменный, это Томская область, 2 Парабель и Каргасок, 2 населенных пункта, это Оренбург, это Екатеринбург, конечно же, это Оренбург. И вот 3 дня назад у нас стартовала выставка, цифровая выставка работ стенографии живыми полотнами в Санкт-Петербурге. Если вы в ближайшее время попадете в Санкт-Петербург, обязательно забегите туда. Там очень интересно. За все время фестиваля мы смогли сделать больше 500 объектов.
У нас поучаствовало за все время фестиваля больше 400 художников, это из 15 стран мира. И это самый, наверное, ценный ресурс, это волонтеры. Их во всем фестивале участвовало больше 500 человек. Это мега быстро про статистику. Сейчас я бы хотел включить вам отчетный ролик со стенографией 2019, его еще нет в сети. Это такой эксклюзивчик, и было бы классно, чтобы вы просто погрузились в эту атмосферу. Я это называю праздник уличного искусства. Включите, пожалуйста, ролик. Так. Супер. А можно погромче? Ну навалите. Вот. Супер. Да, спасибо. Я надеюсь, вам понравился ролик. И так, все-таки давайте опять попытаюсь рассказать, чем мы занимаемся. Занимаемся мы просто разными интересными штуками, от спасения мира до раскрашивания каких-то объектов городской среды. Еще несколько лет назад горожанами и администрацией города, точнее горожане и администрация города как-то пренебрежительно относилась к уличной культуре, но у нас, точнее нам получилось как-то доказать, что это очень ценный ресурс, и с помощью уличного искусства можно формировать отношение к городу. И я бы, наверное, сейчас начал уже показывать наши работы, по которым, в принципе, я и расскажу, на примерах которых я расскажу все-таки, что мы делаем. Так, оп. Это город Омск. Есть такая команда, называется она «Спектр». Она работает с архитектурным усилением. То есть фишка этой команды в том, что они плоские поверхности делают объемными. Вот, например, вот эта стена, которая с правой стороны, она преобразилась вот в такую работу. То есть мы добавили немного теней, света, это такая игра, и у этой стены просто образовалась новая какая-то история. Это город Омск, это Екатеринбург,
Это также Омск, еще эти работы есть в Айанапе на Кипре и в Томске. То есть такая длинная очень серия. Это замечательная работа на 1000 квадратных метров. Автор Таисия Спирина, «Динозавромойка». Это довольно старый проект, но мы долго искали место для того, чтобы реализовать эту историю. С чего это все началось? Несколько лет назад появился такой проект, называется он «Вид из окна». Он такой социальный, когда мы в детских домах, больницах детских рисовали вид из окна детям, которые по некоторым причинам находятся в пространстве, и они там не могут выйти на улицу, например. Но смотря в окно, у них есть разные постройки, это и заборы, и трансформаторные подстанции, которые на самом деле всегда в ужасном состоянии. И таким образом мы делали акции, дарили детям вид из окна. И были на самом деле очень прикольные моменты, когда художники рисовали свои работы, дети из окон писали письма, и дети из окон кидали самолетики с этими письмами художникам, благодаря их за такие работы. А эта работа сделана в Екатеринбурге, есть ЖК «Малевич». Это такой коллаборация застройщика и художников. Это самый популярный проект стенографии Ctrl-X, команда Hot Singles. Какая идея? В каждом городе есть какие-то брошенные предметы, начиная от забытых москвичей, гаражных комплексов до, там, я не знаю, построек. У нас там есть опыт такой, что большие трансформаторные подстанции в центре города никому не принадлежат, у них нет собственника, и, конечно же, они находятся в каком-то очень страшном состоянии, там истеганы, изрисованные, и я это называю там, такое благоустройство, обезвреживание пространства. И здесь команда что сделала? Я не знаю, если кто-то связан с фотошопом, там дизайнер, тот знает, когда вы выделяете предмет, вы пунктиром выделили, удаляете, и появляется такая фотошопная сетка, серо-белая. И мы именно вырезали этот предмет, то есть мы хотим по городу вырезать вот такие какие-то конструкции, которые никому не принадлежат, которые портят, уродуют город, и вот так забавно их вырезать, и, возможно, потом их где-то можно будет вставить. Это такая долгоиграющая история. Вот. И фишка в том, что предыдущие там вот слайды я показывал, когда мы плоские стены делали объемными, здесь немножко наоборот, мы объемные вещи делаем плоскими. Так, дальше. Я уже проговорил, что это самый популярный объект стенографии за все года. Он собрал 22 миллионов упоминаний по всему миру. Это вот публикации с Метро, Colossal Media, Медуза, Creators и так далее, и так далее. То есть огромное количество людей начали репостить, и тем самым мы рассказали про художника, рассказали про наш город и рассказали про фестиваль стенографии. Про эту работу я, наверное, быстро расскажу. Это художник Покрас Лампас. В этом году он сделал супрематический крест в Екатеринбурге. Это район Уралмаши, отдаление, такой немножко отдаленный район от центра. И, наверное, многие видели, а может быть нет, по телевидению говорили, что начинались какие-то такие возмущения от граждан, подключились православные ребята, которые увидели в этом крест, попирание креста. Это очень долгий диалог у нас был с жителями, с этими людьми. И в конце концов мы пришли к какой-то объединяющей идее. Мы со всеми подружились, объединились и в течение 2 недель доработали концепцию так, чтобы всех все устраивало. И тем самым мы объединили город и горожан. И художник подключился к этому. Это очень круто. Вообще у Покраса хорошие теплые отношения к Екатеринбургу, потому что он приезжал в 2016 году. Тогда он еще не был таким известным, популярным. Он только-только начинал свою карьеру. Он сделал классную, кстати, работу в арке с таким полотном тегов. Вот. И мне кажется, он считает вот эту работу одну из первых, когда он выстрелил. Плохо, конечно, здесь видно, но давайте расскажу. Это 2 работы. Это
Санкт-Петербург. В чем заключается? Тут звездочки расставлены по реке. И откуда появилась идея? Это 2 года назад мы реализовали в Санкт-Петербурге. Санкт-Петербург – серый город, люди не видят небо. И мы решили командой подарить санкт-петербуржцам и гостям Санкт-Петербурга звездное небо. То есть что мы сделали? Мы взяли небольшие диодики, прикрепили груз с леской и распределили их по реке. То есть, вот, супер, спасибо. Когда мы составляли некоторые созвездия, к нам подключились люди, прохожие, и мы им выдавали по диоду, и они закидывали вместе с нами в воду эти звездочки. И они еще падают на разную глубину, тем самым какие-то ярче светят, какие-то меньше светят. И это очень, очень эффектно смотрится, особенно вечером. И собралась большая толпа, вот вы видите на той стороне. И мне очень приятно было, когда подходили дети, я им рассказывал такую историю. Вот смотри, это звездочка, ты можешь сейчас загадать желание и выкинуть эту звездочку в небо. И она будет гореть, и, надеюсь, твое желание исполнится. И это так было мило, так было замечательно, что просто, эмоции, конечно, крутые, когда вот делаешь именно такие проекты. В этом году мы реализовали то же самое в Екатеринбурге. Вообще мы хотим превратить это в традицию, чтобы горожане в какой-то определенный день приходили вместе с нами и вот исполняли вот такой вот очень добрый, классный проект. Так, дальше. Если есть те, кто переживают, что потом будет с этими звездочками, мы это все потом убирали, чистили за собой. Нейронный стрит-арт – это совместный проект нашей команды и Яндекса. У Яндекса есть такая штука нейросеть, искусственный интеллект, и она доработала фреску, очень старую фреску. И наша команда разработала робот-принтер, который эту фреску нарисовал на фасаде. То есть нейросеть додумала картинку, а робот ее нарисовал. Вот такая вот штука получилась. Это для нас один из самых важных проектов. Я думаю, вы все знаете, что произошло с Курском в 2000 году. И мы хотели в Екатеринбурге сделать такой памятник Курску. Мы взяли бесцветную водоотталкивающую жидкость, разметили надпись «Курск», вот прям стоя в воде. Скотчем разметили надпись «Курск». Этой бесцветной краской мы нанесли этот шрифт, убрали скотч. И идея в чем? Когда идет дождь, гранит темнеет. Соответственно, в местах, где нанесена надпись, вода скатывается, гранит темнеет, цвет шрифта остается светлым, и появляется надпись. То есть, когда плачет небо, появляется надпись «Курск». Это все сделано тоже на набережной, близко очень к воде. Так, это город Ноябрьск. Это в этом году мы реализовали такой проект. Гербарий – это именно цветы, которые растут в этом регионе. И достаточно тепло отреагировали местные жители. То есть в любом случае, когда мы какой-то проект реализуем, нам нужно согласовать работу с собственниками и с администрацией города. И перед тем, как мы наносим рисунки, мы обязательно общаемся с жителями этого района, дома и готовим собрание жильцов и презентуем проект, который мы собираемся реализовать на их доме. И обычно в большинстве случаев, конечно же, люди за проект, и у них происходит такая история, что они тоже погружаются в процесс и помогают постоянно. То есть у нас всегда жители домов выходят на улицу, кормят художников, благодарят, угощают чем-то таким вкусным. Так, Брайль Арт – это проект креативной команды из Москвы Possible, наш и волонтеров, и команды НКО «Белая трость». Это ребята, которые занимаются работой с незрячими людьми.
И здесь у нас 3 рисунка, каждый рисунок посвящен какой-то определенной теме: спорт, IT и музыка. Здесь рассказано про конкретных людей, которые по каким-либо причинам не могли видеть, но достигли результаты. То есть это такая мотивирующая немного штука. И вот вы видите, как здесь еще шрифтом Брайля нарисован, написан текст про этого человека. То есть тут идет еще коммуникация незрячего и зрячего. То есть зрячий видит рисунок, понимает, о чем речь, может подойти, прочитать табличку, а незрячий через шрифт Брайля может тоже понять, что здесь происходит. И вообще нам очень интересна тема работы с незрячими людьми, потому что у них есть некоторые ограничения, и было бы здорово создать несколько таких проектов для того, чтобы сделать такой туристический маршрут. Это новый порт, просто классная, крутая иллюстрация. Мы ездим туда уже 4 года, и там очень много псов, веселых, классных, они всегда нас сопровождают, и мы решили нарисовать на фасаде такого пса, который на серфе летит. Оп. Вот, кстати, этот пес. Вот это очень классная история. Это город Ноябрьск. В Ноябрьске около города, но в черте находится озеро Ханто. Местная власть очень хочет каким-то образом обустроить эту локацию, сделать так, чтобы на нее обратили внимание жители, но у них как-то не получалось, и мы решили подумать над этой задачей и придумали такую интересную историю с персонажем Ханто. Мы его назвали Хантоша. Это был такой фейк, это был заговор с администрацией города, с некоторыми людьми из Ноябрьска. Вот не видно, наверное, на правой картинке, вот там вдалеке торчит шея, голова и немного спины этого прекрасного зверя Хантоши. И мы запустили такую фейк-историю. В один момент мимо пробегал с самого утра житель Ноябрьска, сфотографировал специально плохо, выложил в свой Инстаграм эту фотографию и сказал, что у нас в озере Ханто какое-то лохнесское чудовище. Это подхватили СМИ, и в течение просто недели о Ноябрьске узнал просто весь мир, потому что публикации зашкаливали, про это писал Mail Online, Daily Mail, Daily Star, туда даже специальная команда с РЕН-ТВ ездила. То есть просто федеральная пресса разрывалась, и мировая пресса тоже разрывалась. А мы всего лишь устроили заговор с муниципалитетом. Но, к сожалению, мы предлагали администрации продолжить всю эту историю, продвигать этот бренд, там сделать какой-то мерч. Мы могли подготовить там футболки, кепки, не знаю, значки, магниты, но инициатива куда-то пропала, наверное, какие-то дела. Но в этом году они вышли сами на нас и сказали, что было бы классно оживить эту историю. И они устроили грант, который выиграла девушка. Она назвала эту акцию «Хантоша», про озеро Ханто, и они собрали 5000 человек для того, чтобы облагородить эту территорию. Они собирали, ходили мусор, и мы им разработали вот этот мерч, который сейчас там существует. То есть, в принципе, история потихонечку запускается, и, наверное, ассоциации про город Ноябрьск как раз сейчас, возможно, будет связан с этим классным, милым зверьком. Он, кстати, постоянно улыбается, поэтому он добрый. Так. Город Оренбург, автор работы Данила Шмелев. Такая хорошая картинка, называется «Прикосновение». Но здесь немножко, опять же, есть история. То есть, когда художник это все рисовал, была жуткая погода, там внизу какой-то грунт, его постоянно размывало, он наполовину был в грязи постоянно, когда рисовал. И жители, когда подключались к работе, постоянно общались с художником, заметили такую проблему, что территория совершенно не благоустроена перед работой, а фасады на самом деле такие красочные и яркие стали. И как бы они стали защищать эту работу, начали писать в муниципалитет о том, что ребята, давайте облагородим территорию. И администрация услышала и построила детскую площадку. И сейчас вот там вот такие горочки,
скамеечки и красивая работа. То есть, в принципе, работа повлекла с собой как раз инициативу вот этих небезразличных ребят, горожан, которые добились, чтобы их территорию вокруг этой работы облагородили. Так, ну это давайте я просто зафиксирую, что есть такая история. Мы считаем, что у города есть hard и soft. Hard — это как раз все архитектурные решения, там, от скамеек до, не знаю, памятников, ну и все вот это вот архитектурная штука. Вот, есть софт города, это как раз отношение людей к своему городу, к своему дому, к своей локации, где он живет, и как раз отношение как раз вот к этим скамейкам и так далее. Так, давайте дальше. Самое, что я хотел важное рассказать, это якорь нашего фестиваля. Это одно из самых главных, это волонтерское сообщество, которое формируется вокруг фестиваля. В Екатеринбурге это больше сотни человек, которые каждый год приходят на стенографию, и они жизнь фестиваля, и без них бы, наверное, фестиваля-то и не было бы, потому что за 10 лет нашей работы у нас было очень много периодов, когда мы думали, зачем мы это делаем, для чего, непонятно, тратим очень много средств, своих ресурсов, физических, там, денежных, эмоциональных и так далее, и так далее. Вот. Но эти ребята, которые приходят из года в год к нам в команду, вот они как раз пинают нас под жопу для того, чтобы мы просто делали эти классные проекты. И самая главная фишка в том, что в этом году, наверное, 60% работ было сделано как раз волонтерами. И то есть как это происходит? Появляется какая-то идея там у нас, или у волонтеров, или у художника, но художник по какой-либо причине не может приехать, или он вообще не умеет рисовать, но вместе мы можем придумать, как реализовать проект, и собираем самых крутых волонтеров и реализуем эту всю историю. То есть это те небезразличные люди, которые есть в каждом городе, которые хотят что-то делать, но иногда они не знают, к кому обратиться и как это сделать. То есть, например, у нас в Ноябрьске есть целая делегация, которая к нам постоянно подключается. Это и художники, и просто около художники, и обычные граждане. То есть в Екатеринбурге волонтеры — это бизнесмены, это школьники, это студенты, это чиновники, это обычные граждане, но у них есть вот этот небезразличный интерес, который они находят в нашей команде, в нашем фестивале, в нашем проекте, и они приходят и делают вот эти вот штуки. Так, дальше. Волонтеры. И классно еще, что, получая опыт на стенографии, они внутри нашего сообщества организуют еще свои сообщества и выходят там, в городскую повестку. Ну, например, у нас были ребята, которые волонтерили и курировали несколько площадок на фестивале. В итоге они создали галерею уличного искусства. Это одна ветка пошла. Потом есть ребята, которые запустили свой телеграм-канал про уличное искусство, и они сейчас сводят экскурсии по уличному искусству, и это достаточно даже прибыльная история. Есть ребята, которые запустили свою медиа, называется она «Ветка 2». То есть у нас самое ценное, у нас в этом году была первая свадьба даже. То есть ребята познакомились 7 лет назад на стенографии и решили, что они будут вместе строить семью, и это круто на самом деле. Это такая, у нас в стенографии много мини-историй, которые очень крутые. Вот, поэтому спасибо за внимание. Я очень быстро рассказал про 10 лет стенографии. Если вам интересно, можете вон там подписаться на аккаунт и следить за нашим проектом, потому что делаем мы очень много всего. Вот, если есть вопросы, задавайте. Да, есть вопросы. Давайте. Константин, у вас вообще уникальная практика. Вы в прямом смысле делаете города краше и жизнь в городах краше. Для нас это тем более актуальная повестка для России, потому что 3/4 городов, 3/4 городской ткани в городах сформированы в советское время, где большое количество типовой застройки. И сегодня у нас такие микрорайоны, вот все выглядят одинаково. И советский фильм наш с легким паром до сих пор актуален. То, что вы делаете, создает вот эту вот идентику каждому городу.
городу. И вот учитывая, что у нас 2 дня вот этого форума проходит предельно практикоориентированно, надо отдать дань нашим якутским коллегам, задают очень практичные вопросы, и исходя из того, что последние 1,5, даже 2 года Якутия активно начинает преображаться, вовлекаться во все международные и российские процессы и тренды, наверное, здесь вот какие вопросы действительно будут актуальными и практикоориентированными. Вот 2 таких важнейших вопроса. Во-первых, вот у вас кейсы есть по уличному граффити и уникальный кейс по преображению речных пространств, а у нас города, особенно исторические, с точки зрения градостроительства построены на реках, и, в общем-то, фасады и улицы, которые ориентированы на реки, набережные, являются, в общем, центральной частью города. То, что вы делаете, еще больше подчеркивает уникальную характеристику городов. Вот сколько вообще стоит это удовольствие для города? Например, может быть, какие-то конкретно, понятно, что одно дело сделать там чуть-чуть реки, там 10 на 10 квадратных метров, другое дело целое озеро преобразить. Вот в Махачкале, например, есть в центре города пресное озеро большое, вокруг него город строится, и сейчас они задались вопросом, а что вот у нас будет происходить с пространствами. Вот сколько стоят ваши практики, сколько стоит уличный фестиваль граффити, например? За какое время до начала фестиваля нужно к вам обратиться, чтобы у вас было время подготовиться? И вообще, вот, что с граффити происходит? Можно ли в зимнее время проводить? Вот вопрос, да? Вот в осеннее, зимнее для Якутска это вообще крайне актуальная история. Давайте с самого начала. То есть, конечно же, работа начинается в конце года. То есть сейчас вот только-только у нас закончился последний город из 13, это Санкт-Петербург. И мы потихоньку, не знаю, не могу сказать, что это отдых, но мы потихоньку разбираемся с тем, что мы наделали в течение года, и потихоньку начинаем готовиться уже к следующему году. То есть постоянно поступают заявки с разных городов, которые хотят получить этот опыт. Мы, конечно же, всегда открыты от советов до реализации можем это провести. В этом году, кроме городов стенографии, мы еще провели в 6 городах подобные мероприятия. То есть это и художественная роспись, и какие-то мастер-классы и так далее, и так далее. То есть это все в практике тоже есть. Сколько это может стоить, это тоже такой вопрос очень сложный, потому что все зависит от масштабов мероприятия. То есть кроме того, что мы рисуем картинки на зданиях, мы занимаемся хорошим освещением проекта, для того, чтобы про эти города, про эти работы, про художников узнавал мир. И все-таки федеральная повестка — это все здорово, но наша задача вылезать из федеральной повестки на мировую повестку и рассказывать, что там где-то в Ноябрьске появилась такая история, и про Ноябрьск узнает очень много людей, и повышается, возможно, туристический поток. Мы, к сожалению, это не изучаем, не смотрим на цифры, но, в принципе, интуитивно мы понимаем, что это так и происходит. Вот. И по поводу все-таки бюджетов, это точно дешевле, чем поставить фонтан где-нибудь в парке, это точно дешевле, чтобы построить аллею. Я бы так сказал, это очень недорогой способ работы с городским пространством и с созданием вот этих третьих мест. Потому что, как показывает практика, эти работы достаточно хорошо и тепло принимают жители города, и они вокруг этих историй начинают уже ориентироваться, я не знаю, в пространстве и так далее. Ну, то есть когда созваниваются, давай, где встретимся? А давай встретимся у Мамонта и так далее, и так далее. Это все уже входит в обиход человеку. Вот, по бюджетам сложно говорить, это все от масштаба зависит. Например… Может, конкретно вот у вас было замечательные 2 торца, которые стоят друг к другу по 90 градусов, да, и там 2 руки, которые мы понимаем всю ассоциацию, аллегорию. Вот сколько, например, вот такой вот один небольшой кейс стоит? То есть для городов это будет прям реальным таким работой. На Екатеринбург мы тратим от 1 миллиона до 5 миллионов рублей. Это порядка 10-15 объектов.
они разного формата могут быть, разные активности могут быть и так далее. То есть это уже и с гонорарами автором, и нас с некой есть- там Ну, медийной да. деятельностью. Да. Мгм. Вот. А вот звездочки, которые у вас были, действительно уникальная история. Это- Вот мы смотрели вашу презентацию предварительно и думали, что действительно очень классный способ преобразить любое городское пространство на время какого-либо фестиваля, сделать вот эту вот речную гладь или озерную гладь частью вот этого большого праздника. Вот сколько это могло бы стоить, вот если это Это все на самом деле проводится? очень дешевый проект, потому Мгм. что диоды стоят по 15 рублей, ты покупаешь там 1000-2 диодов, привязываешь самую обычную леску, обычный грузик, и самое, наверное, трудозатратное — это как раз согласование данной локации, потому что много есть разных факторов. Например, в Питере нам пришлось согласовывать с огромным количеством комитетов, и там прекратили движение катера, лодки на период мероприятия, там, по-моему, 3 дня, нет, 2 дня работало, на 3-й день мы демонтировали все звездочки. Вот. В Екатеринбурге немного полегче, но в то же время все равно там река мельчает, наоборот, поднимается вода, то есть это очень много тонкостей, которые там заранее прорабатываются, и уже по времени мы фиксируем определенные даты, когда это можно провести. Ну, то есть у вас вот больше среди ваших проектов больше таких инициированных как бы со стороны или проектов, которые уже вот с учетом вашей 10-летней практики в этой тематике к вам приходят по запросу от муниципалитетов? Происходит по-разному. Где-то есть наша инициатива, например, вы видели города, где мы присутствуем. В основном это города нашего партнера «Газпромнефти». Вот 5 лет назад мы подружились, у них есть программа социальных инвестиций «Родные города», и в городах, где они присутствуют, мы организовываем данное мероприятие для того, чтобы людям и горожанам было приятно в городе, и для того, чтобы все-таки яркие картинки, такие работы появлялись в городе. Вот, очень много запросов от разных городов. В этом году мы съездили, например, в Грозный, в Чечню, и достаточно хорошие там работы провели, потому что мы изучили культуру, сходили в краеведческие музеи, вытащили оттуда интересные, ценные вещи, которые там какое-то, наверное, старшее поколение знает, молодое поколение еще, точнее, уже не изучило и потерялось. Мы вытащили некоторые артефакты из краеведческого музея на улицу и нарисовали их на фасадах здания, причем в технике 3D. Это объемные, эффектные рисунки, которые всем нравятся, и это сделано еще и качественно. Поэтому люди порой даже не понимали, настоящий это предмет висит на плоскости или это все-таки нарисовано. То есть на практике, 5-7 городов в год, наверное, к нам обращаются, и мы либо работаем с ними, уже там реализовываем проект, либо просто советом помогаем. Но это муниципальное финансирование или это фондовое финансирование? Вот каким образом вот механика? Потому что очень всегда важная тема, и вот у нас сейчас даже в нашей архитектурной деятельности вот этот первичный этап разработки концепции, которая во многом, ну скажем так, ментально схожа с вашей деятельностью, не зарегулированной в законодательстве никаким образом, всегда встает вопрос, а вот как из бюджета вот вычленить деньги на это, с учетом того, что нет никакого нормативного регулирования на эту историю? У нас происходит это разными способами, но ни разу мы не подавались на гранты, хотя у нас есть фонд, но у него нет никакой деятельности. Вот это самое интересное. В основном это частные инвестиции. Периодически, конечно, с муниципалитетом работаем, но это какие-то небольшие суммы. Из-за этого, наверное, и есть какая-то проблема в определении бюджета. Ну, то есть, например, в Екатеринбурге Екатеринбургская администрация выделяет на фестиваль примерно 20% от всего бюджета фестиваля. Остальное — это частные инвесторы, партнеры там, и так далее. То есть организовать фестиваль стрит-арта, это сложно, но на самом деле там
на одной руке можно пересчитать все необходимые затраты. Это материал, логистика художников, это проживание, питание и все необходимое, там автовышки, аренда и так далее. Вот. Но все это можно оптимизировать. Мне кажется, каждый продюсер понимает, как это делать. А у вас есть какое-то, ну, так вот я скажу, почему допытываюсь все, потому что очень хочется взять вашу практику прямо вот завтра, да, и начать применять уже там, запланировать с вами, не знаю, на весну уже какие-то первые истории, учитывая, что вот буквально на днях, по-моему, закончилась подача на президентские гранты, но они на самом деле очень открыты. Мы с администрацией президента в этом плане сотрудничаем и понимаем, что они готовы поддержать любую инициативу. И вот вопрос, вот вы с президентскими грантами не работали, но работали с муниципальными бюджетами. Насколько сложно за эти деньги потом отчитываться? Вот нам ваши коллеги, которые работают примерно в том же сегменте, говорят, что вот у них вот провели фестиваль, и потом еще несколько месяцев после фестиваля уже занимает вот эта вот отчетная история, когда они должны собирать все документы. У нас же с государственными деньгами работать тяжело. Ну, да. Особенно в такой творческой индустрии, где сложно, ну так я грубо скажу, доказать то, что это реально стоило таких денег. Я так скажу, это стандартная, обычная работа, которую нужно просто проделывать, поэтому для кого-то сложно, у кого-то это рутинная уже работа. Вот, но мы все-таки стараемся как раз вот не работать с грантами, потому что у нас нет опыта предоставления вот этой всей документации, и нам все-таки легче поработать с бизнесом на прямые контракты и провести мероприятия. Прошу прощения, у нас такие организационные моменты. К нам присоединились высокие гости к нашему мероприятию. Да, Юрий Петрович Трутнев, пожалуйста, вице-премьер, вице-премьер, отвечающий за развитие Дальнего Востока, Арсений Сергеевич Николаев, губернатор Республики Саха-Якутия, мой самодератор Ирина Алексеева, пожалуйста, очень ждем наших гостей, готовы для вас продолжить мероприятие. И, кстати, у нас есть к вам вопрос из зала, пожалуйста. Корреспондент ХДРУ Ксения Вера. Вот я хочу спросить, значит, во-первых, спасибо за такое интересное и занимательное выступление. Да? Есть очень такие хорошие проекты. Что такое стенография? Вы не дали определение. Вообще стенография — это фестиваль уличного искусства, это наше типа собственное имя. Здесь 2 буквы F, поэтому когда-то 10 лет назад мы придумали такое дурацкое название, и поэтому с ним и живем. Честно зато. Скажите, пожалуйста, а вот... Можно я продолжу, извиняюсь? Кстати, занимательная штука. Сейчас многие вещи в некоторых городах именно художественную роспись на поверхностях называют стенографией. И были такие случаи, например, там мне ребята рассказывали, когда их там ловит полиция, грубо говоря, и вот полицейский говорит: ах, ты стенографией занимаешься. Вот, и нам очень приятно, что там художественная роспись сейчас ассоциируется с этим словом. Ну, прикольно. А вообще это имя вот фестиваля, название фестиваля. Получается, это граффити? Ну, тут очень много определений, которые достаточно закрыты в субкультуре. То есть граффити — это все-таки нелегальное нанесение там шрифта, шрифтовой композиции, своего имени или рисунка. Все остальное — это паблик-арт, мурализм, там какое-то высказывание. То есть тут очень много определений, и многие называют все то, что рисуется на улице, это граффити, но все-таки граффити, там, по моему мнению, это нелегальное нанесение шрифтовой композиции. Вот. А можно просто говорить художественная роспись.
А вы согласитесь с мнением, что ну, вот стенография имеет элементы татуировки на теле города? На теле города. Мгм. А это вопрос был? Да, вопрос. Да. Краткая сестра таланта. Пожалуйста, у вас. Хотел уточнить, у вас был ли опыт работы в национальных субъектах и вообще, вот как вы считаете, есть ли какие-то особенности проведения ну, вот, ваших фестивалей в национальных субъектах? А что значит национальные субъекты? Можно, извиняюсь. Ну, допустим, Республика Саха-Якутия является национальным субъектом. У нас два государственных языка, это русский и якутский язык. Мгм. Соответственно, у нас ну, как бы вся наша деятельность ведется на двух языках. Есть вот национальные особенности. Пример Грозный, Татарстан, Чечня. Башкортостан, Чечня, да, В Дагестан, Чечне, Дагестан в Чечне в говорили. основном это самая, наверное, далекая точка, где мы работали. И Дагестан вы говорили, да, Махачкала? Нет, там не было у нас. Какие-то особенности, вот вы считаете, есть для Ну, конечно, в национальных каждый субъектов? город, когда мы приезжаем, нам хочется все-таки погрузиться в историю города, в культуру города. И разработка концепции как раз идет от первичной работы, когда мы приезжаем туда, грубо говоря, на разведку. Вот. И поэтому в Чечне у нас получилось так, что мы покатались по музеям, мы посмотрели город, мы обсудили и с администрацией, и с горожанами все-таки в чем есть необходимость. И забавная история, что муниципалитет, администрация города все-таки пригласила нас рисовать, мягко говоря, там спорт, котиков морских и так далее, и так далее. Но все-таки после длительных переговоров мы смогли убедить, что там, нужно немножко по-другому смотреть на стены, на проекты, которые мы будем предлагать. И нам получилось, точнее, мы смогли создать реально красивые, хорошие картинки, которые потом разлетелись по интернету. И самое забавное, мы потом встретили такую классную штуку. Я повторюсь, мы вытащили из музея некоторые атрибуты культуры и нарисовали на стене в 3D граффити. Эффектная, объемная, красивая штука. И через, по-моему, несколько недель после реализации, когда мы запустили там продвижение этих проектов, в Москве вышла новость, один депутат решил сделать проект, посвященный музеям, и вытащить предметы из музея на улицу, чтобы горожане смогли посмотреть на музейные атрибуты в городе, в большом пространстве. И забавная история тем, что не регионы воруют у столицы, а столица своровала у региона эту идею, реализованную уже идею. Ну, пусть будет одолжила. Вот, поэтому, но это очень забавно просто, вот все. Большое спасибо. Константин, уникальная практика. Мы вас прям замучили сегодня вопросами, но настолько крутые проекты делаете, настолько преображаете пространство. И тем более, что, да, вот хотелось бы передать слово дальше Дарье Наугольной. Константин, огромное спасибо. И продолжить бы тематику, которую сейчас своим вопросом Владислав задал. Действительно, у нас многонациональная страна, и у многих регионов есть свои индивидуальные черты. И как это подчеркивать, как вообще район или целый город могут сохранить свою культурную идентичность. Дарья, поделитесь, пожалуйста, своим опытом. А можно презентацию? Я с удовольствием. Спасибо. Спасибо большое за приглашение. Мне очень вообще здесь, конечно, необычно быть. И меня очень вдохновляет все, что я вижу. Я хочу представить исследование «Идентичность в типовом», которое мы инициировали с моим коллегой, который, как и я, уже давно живет в Нидерландах. Мы оба архитекторы, практикующие. В основном мы специализируемся на проектировании общественных зданий и образовательных зданий.
Нас очень вдохновило, спустя много лет уже жизни в Голландии, нас вдохновило и удивило очень плачевное состояние дворцов культуры в нашем родном городе Воронеже. То есть практически в центре города в ужасном состоянии стоят шикарные здания. И когда мы начали разбираться в этом вопросе, это типовые проекты, которых по всей России очень-очень много. То есть они распространены абсолютно вообще во всей России. Но как бы проект типовой, но в каждом городе он уже приобретает свою идентичность. Причем это очень необычно, когда мы начали копаться. В зависимости от региона он построен из разных материалов. Местные художники выполняли барельефы и так далее. То есть он уже реально представляет дух этого города, дух этого места. Что такое вообще дворцы культуры? Это единственная в мире система такого массового распространения мест для созидательного досуга и дополнительного образования для работников предприятий. Больше в мире такого вообще нет прецедента. И изначально, в отличие от того, как многие думают, что это было сделано для детей, нет, изначально дворцы культуры, они были предназначены для молодежи и людей трудоспособного возраста. Благодаря ДК сейчас по-прежнему во многих регионах до сих пор сохранилась национальная культура, то есть потому что там, как бы она там продолжала существовать. Но сегодня, к сожалению, эта система очень сильно изменилась, потому что молодежь оттуда ушла. Сегодня это в основном функционирует для детей и пожилых. Но спрос колоссален. Сейчас во всех абсолютно городах огромен спрос на, как это называется, третьи места сейчас. То есть некие креативные пространства для молодежи. Но молодежь туда не идет по многим причинам. Во-первых, практически все эти здания, они морально устарели, и они очень-очень старомодно функционируют. То есть молодежи там нету. Но при этом есть колоссальная нехватка. Я приведу вот пример Воронежа, который мы хорошо знаем. На 600 тысяч человек в активном, как бы сказать, возрасте, да, у нас всего 4 коворкинга и 5 лекционных площадок. Весь остальной досуг активных горожан он проходит в торговых центрах. И из тех, кого мы опросили, 80% как бы молодежи, они считают, что да, они очень нужны такие пространства. И они именно нужны и важны именно в районах. То есть просто наличие их в городе, номинальное, что они есть, но туда нужно ехать 2 часа, это не спасает ситуацию. Они должны действительно находиться в районах. И почему так важно их нахождение именно в пешеходной доступности? Потому что образование людей, оно сегодня уже такое фундаментальное образование, оно сейчас уже менее важно, чем возможность прокачивать свои навыки, чем возможность искать себя и во взрослом возрасте в том числе, чем возможность создавать какие-то коллэбы, находить единомышленников и так далее. Отсутствие этого как бы государство, оно потенциально теряет большое количество специалистов, не уделяя этому внимания. Есть масса проблем, которые могут быть решены посредством именно хорошо функционирующих, современно функционирующих дворцов культуры. Если проанализировать потребности жителей, то окажется, что ликвидация первопричин, например, того, что молодежи нечем заняться, тому, что у людей нет возможности дополнительного образования, устранение этих первопричин, оно будет стоить намного дешевле, чем борьба с последствиями этого. Сегодня, к сожалению, практически все ДК, которые муниципальные, они имеют недофинансирование. То есть многие здания роскошные погибают исключительно из-за того, что как бы их руководство не может их эксплуатировать на полную мощность из-за целого списка ограничений, очень странных каких-то норм и так далее. То есть в чем наша стратегия? Мы считаем, что совершенно необходимо сделать так, чтобы эти здания были самоокупаемыми. То есть это гарантия существования этой уникальной системы в общем, потому что будет преступлением потерять весь тот накопленный уже десятилетиями опыт, который мы имеем. Здания в первую очередь нужно активировать. Они очень-очень сейчас нерационально используются и на совершенно свою неполную мощность. И совершенно необходимо, это как бы очень вкратце, что нужно сделать, нужно добавить пространства, которые нужны молодежи, которые нужны людям трудоспособного возраста.
С чего мы начали? В общем, мы начали из-за нашего личного интереса. Это не предполагался как какой-то коммерческий проект и так далее. Мы просто приехали в наш родной вуз в Воронеже, который мы когда-то закончили, архитектурный, и провели большой воркшоп с 35 студентами, чтобы просто посмотреть, а имеют ли эти здания вообще потенциал, имеют ли дворцы культуры вообще потенциал для того, чтобы как бы интегрировать туда все те функции, которые мы подразумеваем. Мы провели несколько сессий с участного проектирования, мы поговорили с директорами, мы поговорили с пользователями, и мы создали проекты перепрограммирования этих зданий. То есть мы действительно посмотрели, как интегрировать все запрашиваемые функции туда. И результатом этого стало, что один из дворцов культуры сразу прямо на нашей презентации получил буквально финансирование на его реконструкцию. А спустя месяц после этого мы выиграли грант в Нидерландах. Это фонд нидерландских креативных индустрий. Мы выиграли грант, который называется, как бы тема гранта «Создание устойчивого общества посредством дизайна». Мы получили, конечно, очень хорошую поддержку. И вот реализация нашего проекта, вот этого ДК в Воронеже. Нашей основной идеей было, во-первых, вернуть городу здание в стиле модернизм, в котором оно некогда было построено. Это проект. Мы работали с голландским ландшафтным архитектором и голландским урбанистом, с нашими друзьями, которые помогли нам сделать, в следующем году будет реализовано окружение, которые помогли нам сделать анализ и проект окружения. То есть это современное уже перепрограммирование, это реализация. 20 декабря будет открытие этого здания, это уже фотографии. Мы открываем его наружу, то есть мы делаем все, чтобы оно было как бы приветливое, светлое и так далее, ну, в рамках того, чем мы располагали. Но это не самое главное, то есть реконструкция физическая – это 10% от всего того, что мы планируем сделать. Сейчас мы заняты ребрендингом, сейчас мы заняты очень детальным анализом потребностей районов. Сейчас мы разрабатываем сайты, веб-приложения, где будет здание физически просто проиллюстрировано, и можно будет увидеть, что какие пространства, в какое время суток можно будет арендовать, что там можно будет проводить. То есть наша цель, чтобы здание работало 24 часа в сутки, как машина. И в принципе на данный момент мы идем к тому, что оно действительно будет самоокупаемо. То есть когда-то, некогда от этого здания отказалось предприятие. В случае, если от него откажется город, оно уже не погибнет. Мы участвуем в некоторых мероприятиях, вот зодчество ВРН, в частности, летом. И сейчас мы заняты тем, что мы посещаем разные регионы. Очень, конечно, сюрреалистичная картина. Это одно и то же здание, один и тот же проект, но в разных городах. Это вот, в частности, города Свердловской области. Я их проехала. Вот в Нижнем Новгороде есть такое же здание. Мы создали веб-сайт. Можете сфотографировать, кому интересно. Мы его запустили буквально несколько дней назад. На этом веб-сайте собраны все ДК вот этих 3 типов, около 200 зданий. На него можно кликнуть, откроется ДК, вся уже имеющаяся про него информация. Те, кто будет заходить, посетители сайта, они смогут добавить информацию про этот ДК, они смогут оставить обратную связь. Таким образом, мы хотим проследить историю этих зданий, как они успешно функционировали в 50-е годы, как они переживали 90-е, как они работают сейчас. Таким образом, мы получим некий срез вот всей этой системы вообще во времени, что даст нам возможность создать некий прототип современного культурного центра для новых строящихся районов, что является тоже очень актуальным, потому что в новых строящихся районах очень часто не предусмотрена социокультурная функция. И мы, обладая такими знаниями, таким багажом уже в нашей стране, мы обязательно должны это использовать. Так как я живу в Амстердаме, Алексей живет в Роттердаме, нам крайне тяжело работать на расстоянии, то есть мы можем… И у нас уже собирается команда роскошных профессионалов, которые сами просто как бы нас находят и присоединяются к нам. В общем, я надеюсь, что мы найдем в том числе и какую-то поддержку в России, в том числе и финансовую, потому что на данный момент это, в общем-то, чисто голландское исследование. В общем, сеть ДК, как она некогда существовала, это была какая-то идеальная система, очень прогрессивная в 50-е, 60-е годы, которая, мы надеемся, может
опять возникнуть как бы в другом уже виде, в современном, и действительно повлиять на развитие устойчивого общества. Спасибо. Дарья, спасибо. Вот один такой короткий вопрос. Вот вы когда подавали на грант нидерландский, то есть получается, что может любая международная из другой страны компания подать и получить деньги от Нидерландов? Или как эта схема действует? Ну, в данном случае это была именно такая тема. Это были 4 страны. Это была Турция, Марокко, Россия и Египет. Это была просто тема гранта, и мы просто попали каким-то чудом. Буквально за 2 недели до окончания подачи мы узнали об этом, подали, и мы выиграли. Хотя конкурс был довольно серьезный. То есть много российских проектов было. Я не знаю, кто были остальные проекты, но их было довольно много. А в заявку входило именно социокультурное программирование, о котором вы говорите, и которое является это было намного более серьезной и большой частью в проработке вот всего проекта культурного центра. Да, мы получили очень много комментариев, потому что сначала мы как-то очень ударились в архитектуру. Сначала нашим первым как бы стейтментом это было то, что эти здания — это возможность будущих поколений связи с историей, то есть эти как бы памятники архитектуры, потому что многие из этих ДК в маленьких городах — это единственное вообще историческое здание в этом городе. То есть и здание, которое было реально сделано по серьезному проекту. То есть и они исчезают, очень стремительно исчезают. Они просто тысячами там за последние несколько лет пропали. Но они дали нам комментарии, что мы действительно должны очень серьезно работать с местными сообществами, мы должны очень серьезно учитывать интересы как можно большего количества регионов, чем мы сейчас, в общем-то, и занимаемся. Большое спасибо. Коллеги, вопросы есть ли какие-то? Дарья, большое спасибо. И соглашусь с вами, что действительно это очень актуальная повестка большинства городов. Начиная с Москвы, где все деньги преимущественно сейчас идут на жилье, а вот с точки зрения наполнения социокультурного территории, пока вот это все в догоняющем режиме находится. Хотела бы уточнить и попросить Кайдыну Игнатьеву нас познакомить и, скажем так, обрисовать, как современное искусство влияет на преобразование городской среды именно с вашей точки зрения, именно здесь, в этом субъекте, в этом федеральном округе, очень непростом, со своими национальными, климатическими, историческими особенностями. Всем добрый день. Меня зовут Кайдана Игнатьева. Я являюсь арт-директором фестиваля современной культуры «Лето Якутия». Получается, мы до этого почти половину года постоянно рассказывали, презентовали, чтобы охватить больше жителей, чтобы привлечь молодых художников и найти какое-то финансирование и привлечь еще местных администраций. А теперь очень приятно нам, организаторам, рассказывать уже наши результаты. Сегодня у нас последний арт-объект заканчивается и в скором времени установится в городе Ленске. Это у нас завершающий город, и тут нужны, похлопаем. Сейчас главный архитектор и глава города принимают арт-объект от художницы Ольги Заводской. Давайте дальше пойдем. Так вот. У нас фестиваль начался 1 июля 2019 года и заканчивается, как мы видим, 30 ноября. Так, по географии фестиваля у нас в этом году, получается, 15 населенных пунктах, в 11 городах, 4 поселках прошел наш фестиваль. В нашем фестивале проучаствовало 23 местных художников, разработали 19 арт-объектов, из них 14 муралов и 5 инсталляций. Также у нас были привлечены множество волонтеров, это в количестве 150 молодых людей по всей республике. Так. Организаторами фестиваля выступает Центр компетенции по вопросам городской среды, Союз архитекторов Якутии и Управление архитектуры Якутии. Так. Нашим бюджетом фестиваля выступает фонд президентских грантов, где мы этим летом
победили более 6 миллионов рублей, и сейчас у нас идет как раз-таки отчетный период. Прям нету времени, сил. Вот. Также у нас софинансирование шло от местных администраций, от наших партнеров, таких как, например, магазин «Космос», который является вот, дистрибьюторами компании «Тикурила». Вы можете тут ознакомиться с направлениями нашего фестиваля. Она у нас многогранная. Это не только муралы, инсталляции, но и большой работой у нас было обучение именно вот детишек в местностях. Мы сделали огромное количество мастер-классов. Это 30, из них половина инклюзивная. Также приняла участие в возрасте от 7-8 до 16 лет во всех 15 населенных пунктах около 1500 детей. Это наша команда, можете ознакомиться. Руководителем проекта является Мария Иннокентьевна Скрябина. Открытие у нас прошло на площади Ворота Якутска, это новое общественное пространство. И 20 июля у нас была целая программа с утра до вечера. У нас проходили интересные мастер-классы, были сообщества, также выступали местные звезды. Мы привлекли молодых предпринимателей, от которых был интересный фудкорт. И в целом у нас охват жителей, тут было около 10 тысяч жителей. Также мы тут расписывали муралы от наших, вот тут можете посмотреть, детишки приходили и могли взять себя в роли художников и расписывали свои муралы. Идем дальше, можем рассказать уже конкретно о арт-объектах. Например, в Алекминске была расписана вот такая вот красивая девушка, называется «Девушка на велосипеде», и жители сами выбирали вот этот эскиз, и было огромное обсуждение, почему именно вот такой эскиз, и мурал был расписан там, где является у них ЗАГС. И очень многие жители спрашивали, почему одинокая женщина катается на велосипеде около ЗАГСа. Вот, поэтому, автором являюсь я сама, туда приехала и подумала, что давайте не со стороны ЗАГСа нарисуем, а со стороны города, чтобы было, то есть не по теме ЗАГСа. И глава согласился, и когда вот именно насчет того, что люди сами начинают что-то делать, увидев что-то интересное. Например, когда вот стояла, рисовала на люльке, это такая вот с автовышки корзинка получается, и смотрю, что люди сами выходят и начинают красить свои гаражи. Также, на самом деле, это очень важная часть нашей работы, чтобы люди сами стремились и сами начинали действовать. Также есть очень много, я познакомилась там с молодежью, которая активна, Андрей Щурсь, Сергей Щебляков, которые потом сказали, что рядом с муралом они хотят пролоббировать, сделать общественное пространство в виде детской площадки или, возможно, в виде сквера. В Бердигостяхе у нас выступала художница Аяна Иванова, у нас также тут прошел в виде народного голосования, выбрали такой эскиз от Синских столбов. И сейчас вот главный архитектор Бердигостяха мне сообщила нам, что у нас, как вы все знаете, долгие зимние белые зимы, и сейчас именно смотреть на такой рисунок в виде жаркого лета для них очень приятно и тепло в сердцах, как мне сказали. Для нас это тоже важный комментарий, идет обратная связь. И в дальнейшем тоже бердикостяхские сейчас принимают решение, возможно, расширить также по части современного искусства. Хотят еще, возможно, сделать инсталляцию от Августины Филипповой и так далее. Вот тут можете посмотреть Аяну Иванову, наша художница.
В Вилюйске у нас выступал молодой художник Николай Григорьев. Он учитель в Якутском художественном училище. Вот можете приветствовать, он тут рядом у нас. Да, спасибо ему скажем за такую работу. У нас все художники, по нашему взгляду, по нашему мнению, все герои, потому что работали на таких техниках, и у нас все отдаленное, и все, не везде хватает хорошей техники, например, как автовышка. Как видите, тут у нас работали на строительных лесах. Тут в Вилюйске мы расписали, получается, образ политического деятеля Степана Аржакова. Сейчас вилючане нам пишут, что очень гордятся рисунком, и именно место стало для них популярным для селфи. Ну, как мы все знаем, социальные сети сейчас очень популярны, все делаем фотографии. Но на самом деле это не только для места для фотографий, но и получается, сейчас уже начинают люди сами думать, как можно сделать еще интересных таких арт-пространств в городе Вилюйске. И как мне передал сегодня Николай Григорьев, они начинают думать над другими проектами и у нас консультируются. В городе Удачный у нас Софья Шилова расписала вот такую вот замечательную роспись. Он находится на въезде в город и тоже оживил таким способом сам город. В городе Нюрба у нас расписала такие образы лошадей Анна Савина, художница из города Якутска. Она туда тоже, получается, выбрали через эскиз. Эскиз выбрали через народное голосование. И мастер-классы у нее были такие интересные, потому что администрации, сами жители уже были готовы. И нас очень тепло встретили. Вот Александр Иванов, мэр города Нюрба, тоже можете приветствовать. И хотим сказать огромное спасибо, что так тепло приняли. И насчет мастер-классов. Кстати, у нас по образовательной части очень много было заложено, чтобы сделать по образовательной миссии по 2 мастер-класса во всех городах. То есть 1 мастер-класс для всех желающих, 1 инклюзивный. И здесь именно сама администрация нас вышла и сказала, что хотят разукрасить свою спортивную площадку. И сделали это в виде как флешмоб, и туда пришло около 400 человек. И приняли участие, и все в один день стали художниками. И это на самом деле прекрасно. В городе Нерингри у нас расписали вот такую вот списанную технику. Там есть технопарк. И это была также идея самих горожан. У нас выступали художниками Ирина и Елена Лебедевы. Тоже огромное количество волонтеров было, и сейчас у них есть идея расписать в дальнейшем всю технику, чтобы это место стало как арт-объект, и чтобы туда и так приходит очень много количества посетителей, туристов, и сейчас удвоилось, и это результат. Так, в Чурапче была расписана вот такая вот девушка с конем, такой мурал. Также эскиз выбирали народным голосованием, люди сами выбрали, и во время вот рисования все приходили, хотели как-то откорректировать, но в целом всем очень понравилось, и также сейчас сообщает, что это место для фотографирования, и очень стало популярным, и все постоянно высылают фотографии нам. Так, в Амге у нас выступил художником Феодосий Заровняев, расписал такой красивый мурал, называется «Красавица Амга». Вы, наверное, заметили, что во всех местах у нас в основном преобладают женские образы. Это немножко, можно сказать, наша такая вот... Хотели сделать так, чтобы люди сами выбирали свои эскизы, но думаем, что это немножко является ошибкой, потому что немножко эскизы повторяются, можно сказать. Для нас это опыт, в дальнейшем будем учитывать. Вот как рассказывал Константин, у них, например, вот таких голосований не бывает, но они именно выбирают насчет, например, мест, где можно это сделать, и просто согласовывают с людьми. Так же, да? Так же. Можете посмотреть. Мурал находится на центральной улице.
также вызывает у самих жителей восхищение, и также еще хотят участвовать в таких фестивалях, хотят больше делать такие интересные арт-пространства. В Среднеколымском у нас, как у организаторов, была прям огромная работа. Тут множество факторов бывает проблем. Например, связь. Связь там исчезает иногда временами, даже на 3 дня, и не можем выйти на связь с художником. Вот. В Среднеколымске художницей выступила сама жительница, и она сама работает в Среднеколымске, Галина Слепцова. Вот. Расписала такой образ полярного оленя и недавно тоже делала мастер-классы. Сейчас мы спрашиваем насчет каких-то... Ну, у нас идет отчетный период, мы у них спрашиваем, и просто сообщения уходят как в космос и отвечают через неделю. Это такие, если рассказать, какие были сложности в ходе фестиваля. А в Якутске мы в этом году... Вообще Якутск сам по себе у нас был первым местом, где появились такие большие масштабные муралы. И в этом году мы хотели сделать упор на такие... У нас все кишки наружу, как говорят, все инженерные объекты у нас стоят, все мы этого не замечаем, но мы как художники постоянно замечаем и хотели сделать их как-то преобразовать. И с помощью молодых талантливых художников мы сделали в этом году интересные вот росписи на тепловых пунктах. У нас эскизы выбирались путем конкурса. Вот рядом с музыкальным училищем появился вот такой вот мурал от молодых художников, от Самсона Тасыкова и Степана Данилова. Также при въезде в Якутск есть такой новый мурал от Кунея Кириллиной и от Сахаяны Сыромятниковой. Называется «Мурал Сити». Так, от Ксении Никифоровой. И для них это, получается, первые работы такие масштабные. И благодаря фестивалю они показали свою работу и сейчас очень благодарны и хотят дальше расти. Также вот когда открывали «Лето Якутия» на площади Ворота Якутска, у нас в реальном времени расписывали молодые художники от сообщества Art Public School Александра Алексеева и Кюнней Тимофеевой. Да. Роспись проходила вот именно во время открытия. Также у нас тут принимали участие волонтеры, приходили дети, смотрели на это, как происходит в целом мурал, и это очень интересно было. Дальше у нас в фестивале не только муралы, но и инсталляции, которые мы вот сегодня закончили. В Атагае у нас выступала художница Анку Гасич, вот она сидит перед вами, и Елена Васильева. Сделали такой вот интересный арт-объект, можете посмотреть фотографию. Недавно они туда ездили, сделали 2 мастер-класса, принимало участие огромное количество детей, и у них еще очень много идей дальше, как можно преобразовать свой родной поселок. В Покровске сделали такой арт-объект в виде трилобита, потому что во всех арт-объектах мы пытаемся вот изучить идентику местности, чтобы ориентироваться именно на тематику, на интересную тематику и выявить какие-то интересные фишки. Вот, например, трилобита постоянно находят на окаменелостях в Покровске, и у нас, получается, выступил художником, скульптором Николай Чечасов. Можете посмотреть, и на новой набережной должны в скором времени установить. Так, в Алдане у нас был верблюд такой, потому что тут очень интересная история. Люди тоже сами вышли на нас со своими идеями сделать такой вот верблюд, потому что он был перевозчиком грузов из Китая в Алдан в начале 20 века. И вот недавно там прошло открытие, люди приходили, особенно дети очень были рады и рассказывали свои идеи в дальнейшем, как и что можно было бы сделать таким же способом оживить город. В Мирном у нас прошел недавно тоже фестиваль.
Там был арт-объект, так, игрушка от художницы Веры Петровой. Можете тут посмотреть. Это в виде из якутских игрушек, коровушек. Сделала такой интересный арт-объект, но установка будет у нас в следующем году. И завершающий арт-объект, который сейчас в скором времени установит в Ленске, это у нас, получается, такие интересные шишки в парке должны установить, и тоже должно стать местом арт-пространства для всего города. В целом, если рассказать по статистике, у нас охват жителей был около 50 тысяч жителей со всей республики. Также было проделано километров художниками около 36 633 километров. Было нарисовано 1777 квадратных метров площади. Было потрачено 886 литров акриловой краски и было использовано около 600 кисточек. И получается, таким методом мы организовали большой фестиваль, и сейчас вот именно наши арт-объекты влияют на преобразование среды, и надеемся, что во всех городах люди впечатлены, что и до сих пор нам пишут и отправляют фотографию. Большое спасибо, очень интересно. Какая объемная практика, цифры даже устрашающие по объемам. Спасибо вам большое за презентацию. Действительно уникальный опыт вовлечения жителей в процесс принятия решений. Об этом сейчас, прошу прощения, из каждого утюга уже говорят, что надо, и это постепенно уже входит в практику. И, наверное, нам у вас надо учиться тому, как в креативных индустриях вместе с жителями принимать решения о том, как же все-таки город, вот жители хотят, чтобы город выглядел. И я бы хотела передать слово Антону Кочуркину, который известен уже всему профсообществу и не только профсообществу, как куратор фестиваля в Никола-Ленивце. И всем сейчас, спасибо. Спасибо вам большое. И сейчас уже какое-то время идет уникальный фестиваль «Арт-Овраг», проходящий в городе Выкса. Расскажите, пожалуйста, вот как по вашему опыту вот эти фестивали могут изменить и облик города, и вообще жизнь жителей в этом городе? С удовольствием расскажу, но не только об Арт-Овраге, а и о других фестивалях, которые нельзя никак упустить, а именно, например, вот «Аркстояние». И закончу презентацию фестивалем в Алуште, который был сделан совсем недавно. Конечно, сложно уложиться в 10 минут, но я постараюсь очень быть быстрым. На самом деле, через такие события мы поняли, через свою многолетнюю практику, что мы ищем идентичность. Мы ищем идентичность того места, где мы работаем. Ее находим. И эта идентичность становится не только такой знаковой для всех жителей этого места, но она вообще становится гордостью. Очень часто ей начинают гордиться, на это начинают приезжать туристы, этим начинают зарабатывать местные жители. Итак, начнем. Наш самый известный проект — это фестиваль «Аркстояние» в деревне Никола-Ленивец. Это огромный парк, сейчас он насчитывает 650 гектаров и включает порядка 30 таких больших архитектурных объектов, как, например, вот эта вот знаменитая ротонда Александра Бродского. С этого начался вообще весь этот большой проект, когда художник Николай Полиский, но я думаю, что вы его уже знаете, он был здесь совсем недавно, я оставил здесь тоже наследие в виде большого табуна лошадей. Так вот, он начал с того, что просто попробовал снег с местными пацанами и сделал 200 снеговиков. Причем, как они появились, очень правильно появились, потому что он позвал там нескольких ребят слепить снеговиков 10 штук, и каждому заплатил по 10 рублей. Вот это был 2000 год, когда разваливалось все, люди уезжали из деревень. Это самый депрессивный район Калужской области, куда такая раздолбанная дорога. Не доедешь специально, никто никогда туда не хотел
ездить, и, в общем, богом забытый край. Так вот, эти пацаны ушли в свою деревню Звижи в 3 километрах и рассказали, что вот в Николы-Ленивце платят по 10 рублей за снеговик. И Полиский уехал, через неделю вернулся, и он увидел это зрелище и, конечно, обомлел, потому что стояло 200 снеговиков. 200 снеговиков, он очень был обрадован этому масштабу и понял, что все, он бросил живопись, он стал заниматься ленд-артом. Вот, так началась его история. А потом началась история фестиваля «Расстояние». Вот сначала появлялись разные такие объекты из дров, там башни всякие высокие, из сена. Это все потом раздавалось после презентации, раздавалось местным жителям. Дрова, например, и сено использовалось для корма скоту. Но, тем не менее, все равно об этом месте мало кто еще знал. Как-то оно плохо прокачивалось. И тогда появилась идея сделать фестиваль. В 2006 году мы сделали первый фестиваль, куда собрали 15 команд. Это был, конечно, такой альтруизм совсем. Понятно, что никто не собирался на этом зарабатывать, и вообще не было никакой мысли. Наоборот, только свои деньги потратили, вся деревня в этом участвовала. И, в общем, не зря, потому что вот стали появляться такие разные объекты, которые сейчас открыты в доступе, и каждый желающий может приехать и не только погулять и посмотреть объект, но еще и переночевать, поесть вкусно, потому что за эти 15 лет, благодаря вот этому фестивалю, благодаря стараниям этого коллектива большого, получилось наладить инфраструктуру. Местные жители научились зарабатывать на гостиницах. Появилось несколько семей, которые кормят. Есть семьи, которые там сдают дома, охраняют. Служба парка, те, которые работают, делают объекты. В общем, всем нашлось место. И сейчас в штате этого парка уже 80 человек, а летом до 100. Надо сказать, что это единственный проект в стране, где культура зарабатывает сама на себя. То есть главная идея этого проекта – это создание объектов искусства. И все построено, все бизнесы построены на этом. Даже фермеры, которые к нам приехали в 2012 году, мы им выделили участок, и они стали обрабатывать землю. Сейчас эта продукция уже ездит в Москву, они уже нашли какие-то свои рынки сбыта. Ну, бренд Никола Ленивец уже им помогает, конечно, он помогает всем. Вот сейчас, например, мы находимся в той точке, когда мы продолжаем эксперименты с разными объектами, с разными жанрами, там, с театрами. Вот, например, прошлое «Расстояние» вообще было про театры. Мы в ландшафте ставили оперы, это было прекрасно. А территория, тем не менее, развивается, и сейчас мы начинаем такое осуществлять уже сами, такой микродевелопмент, там на какие-то появляющиеся деньги мы вкладываем. Вот, например, сейчас у нас идет строительство ленивой деревни. Ленивая деревня — это маленькие домики, бунгало для сдачи в аренду. Вот, также мы научились работать с национальным парком Угра, с которым сначала мы конфликтовали, но сейчас у нас такой получился бизнес-проект с федеральным парком Угра. Вот все знают, что парки по закону новому должны зарабатывать сами на себя, но никто не знает как. Ну вот они к нам пришли, и мы с ними вместе решили, что будем теперь брать вход, будем делать платный вход. И вся прибыль от этих билетов разделяется напополам. Вот, в общем, как-то очень важно налаживать горизонтальные связи, которые мы налаживали все эти 15 лет. Вот. И сейчас это устойчивый организм, который сам себя окупает. Но это вот вся его территория, это национальный Угра. Часть территории подконтрольна нацпарку, и там особый режим, там нельзя ничего строить. Тем не менее, по согласованию с Министерством природы нам вот удалось в этом году построить очень большой объект Угруан Николая Полисского, ну и так далее. Здесь инфраструктура, там, здесь, в общем, везде есть тропы, везде есть что-то, что посмотреть. Секундочку. Да, и вот это наши объекты, они самые разные. Каждый год есть своя тема, которая собирает художников, высказывания, которое является манифестом фестиваля. И оно интересно туристам и экспертам. Надо сказать, что сейчас в
в парк приезжает 250 тысяч туристов в год. Вот. Эта цифра почти нереальная, и была бы еще больше, если бы у нас было больше инфраструктуры и гостиниц. Но я не буду обо всех проектах говорить подробно, расскажу лишь только вот о мастер-плане концепции проекта «Ясно поле», который мы делали в Тульской области. Очень важно проект назвать правильно. Вот что я понял, очень важно название проекта. Например, экопарк. Сейчас в России очень много экопарков уже, но в 2013 году, когда мы начинали разработку мастер-плана, первое, с чего мы начали, мы провели такое маркетинговое исследование и выявили, кто же будет пользоваться этим парком и как это будет называться. Мы назвали это экопарком, потому что это место должно консолидировать людей, которые хотят есть экологическую еду, которые хотят там прикоснуться к природе, которые хотят ходить босиком по траве летом. Ну, в общем, все вокруг и около экологии. И сейчас это место развивается, вот его владелец сам этим всем занимается и прекрасно это делает. Я очень рад. Он практически поменял уже свой бизнес, уехал из Москвы вот в эту далекую Тульскую область и занимается там сыроварением, выращиванием голубики и строит разные домики привлекательные для туристов. Проводят небольшие семинары на разные экологические темы. Вот, на самом деле это место уже собирает определенную аудиторию. Да? Это второй момент, который нужно понимать, на кого мы что-то делаем, на какую аудиторию работает то или иное событие. Ну и, наконец, «Артовраг» — это тоже фестиваль. Этому фестивалю уже 9 лет. Мы были приглашены кураторами на 3 года. И сами себе поставили задачи, которые решали в течение этих 3 лет, превратив 3-дневный фестиваль в проект, в годовой проект. То есть сейчас у «Артоврага» есть несколько программ, которые идут в течение всего года. И это очень правильно с точки зрения развития городских сообществ, потому что постоянная прокачка, постоянный какой-то интерес объединяет людей и не только объединяет, но и помогает уже им реализовывать какие-то свои идеи, вплетаться в этот «Артовраг», помогает им как-то создавать какие-то свои уже там предприятия и творческие проекты. Это программа, из чего состоит фестиваль. Общественное пространство. Фестиваль занимается в том числе и развитием общественных пространств города. Об этом расскажу чуть позже. Городские исследования. Арт-резиденция. Этот проект супер успешный. Арт-резиденция — это небольшой особнячок, который нам удалось арендовать. И туда приезжают художники разные на конкурсной основе. И в течение года художники живут там от недели до месяца, они творят, создают какие-то произведения, они обязаны показывать, они обязаны сделать несколько публичных мероприятий, то есть обычно это выставка итоговая, обычно это какой-то рассказ о себе и еще что-то. И таким образом каждую субботу и воскресенье в течение всего года происходит совершенно естественное мероприятие, которое уже вот собрало вокруг этого здания очень серьезную аудиторию. Но также фестиваль занимается созданием паблик-арт искусства в городе, больших объектов архитектурой, публичная образовательная программа, параллельная программа, то есть это та программа, которая нацелена исключительно только на местных жителей, на выявление творческого потенциала среди жителей. И в этой программе участвуют только те, кто живет в Иксе. Фестиваль формирует коллекцию современного искусства через арт-резиденцию, через паблик-арт в городе. На самом деле сейчас уже это гигантская коллекция. Там есть и муралы, и скульптуры, и инсталляции, и архитектура, и чего только нет. Иксе уже стало таким местом, куда интересно приехать. Спортивная программа, театр, музыка и туристическая программа и сервисы. Как ни странно, любой культуре, вернее не культуре, а тем, кто потребляет культуру, зрителям, они не только приезжают посмотреть что-то, но также нужно поесть, например, человеку, который приехал в город.
И мы создали такие условия, благодаря которым на фестивале и не только появилась уличная еда. Оказалось, что в Иксе, достаточно обеспеченном городе, до нас не было никакой уличной еды. И никто не верил в этот проект, все говорили, что это все провалится, что никто не будет есть ничего, жители привыкли есть только дома или в ресторанах. Ничего подобного. У нас стояли очереди, и я вижу, что таких предприятий становится все больше и больше. И вообще сейчас в Иксе такой бум разных маленьких кафешек. Внезапно появилось сразу 3 демократичных места, где можно посидеть, выпить кофе, пообщаться с разными аудиториями. Это такие очень хорошие перспективы в развитии города. Ну и теперь выборочно, очень коротко, самые ключевые проекты. Это вот огромный мурал, который попал в книгу рекордов Гиннесса. Это 10 тысяч квадратных метров. Росписи, автор Миша Мост. Росписи на действующем предприятии. Это плоты, арт-плоты. Это мы сделали в первый год нашего прихода в Иксу. Дело в том, что вообще было непонятно, как заниматься этим городом. Территория и аудитория была не подготовлены. Поэтому в первый год мы решили вообще ничего не делать фундаментального, но сделать то, что будет понятно всем. Потому что современное искусство, как показывает опыт в Иксе, совершенно не нужно людям. Ну, такое концептуальное, contemporary art, что называется, оно непонятно. Поэтому самой главной задачей искусства в Иксе стала польза, которую искусство способно нести в сообщество, а именно в коммуникацию, когда человек понимает, где он живет, через что он себя может идентифицировать, с чем он может понять, его город может ассоциироваться, и о чем он может поговорить с соседом. Это тоже очень важно. О чем человек может поговорить с соседом. О каких-то непонятных произведениях он говорить не будет или будет говорить только плохо. Так вот, эти плоты — это абсолютное попадание. Во-первых, мы начали их делать так, что не только пригласили художников, но и разработали основу как маломерные суда. Это абсолютно легальные маломерные суда, каждый из которых может перевозить 12 человек. И сейчас эти плоты циркулируют по Верхневыксинскому пруду, катая туристов летом. Вот в этом году, наконец, на них прокатился губернатор. Причем это было даже не по уставу, не по протоколу. Сам вот захотел, и там, говорят, очень успешные переговоры у него были, когда его оттянули туда, на центр реки, центр пруда. За ними ухаживает местный предприниматель, то есть он охраняет их зимой, ставит их, чтобы они не портились, следит, а летом он зарабатывает. То есть тоже такая была изначально продумана схема, когда искусство не выбрасывается, не становится единоразовым перформансом, а все-таки работают. Поэтому плоты были сделаны на деньги фонда, который инициировал этот проект, это фонд ОМК «Участие». Потом переданы нами на баланс администрации, но параллельно был найден предприниматель, который арендовал там берега, у него там бизнес небольшой, ну, пляжи. Вот. И как бы вот эта коммуникация была сразу была налажена. Когда уже возникла идея плотов, тогда же начался поиск людей, которые будут за этим всем следить и ухаживать, и зарабатывать. Вот. Вот эти плоты. Кстати, один из плотов сделан не великим художником и таким медийной личностью, да, потому что на любом фестивале важно, чтобы все-таки у нас были люди, о которых говорят, да, они за собой несут уже медийный шлейф, который важен всем. Так вот, этот плот сделала местная студентка на основе конкурса. Екатерина Кулева выиграла этот конкурс и таким образом встроилась в линейку великих. Еще пара объектов. Это Тимофей Радя, известный екатеринбургский художник. Все это не сон. Это, на самом деле, как вы думаете, что это такое? Это городской фонарь. Это городской фонарь. Это инсталляция, построенная в глухом лесу, но при этом в центре города.
этот район называется Посадка, там высажен лес, но ничего там не происходит. Там собирались только пьяницы и алкоголики. Ну, и люди боялись туда ходить. Ну вот он предложил, как бы мы поставили задачу осветить самое гиблое место города, что и было сделано. Теперь там не пьяницы собираются, а собираются очень романтично настроенная молодежь под этой вывеской. Действительно, это место стало другим благодаря этой надписи. А сам фонарь подключен к городской системе освещения, то есть он зажигается вместе с городскими фонарями. И, наконец, хит соучастного проектирования – это арт-двор, вернее, первый детский сквер в Иксе. Между 3 школами был пустырь, а сейчас здесь появилась супер востребованная детская площадка. Мы буквально подхватили настроение горожан, поймали несколько матерей, и эти женщины стали основой сообщества. Мы сразу же стали с ними работать. Это все обросло гигантским количеством людей, идей, архитекторов, потом уже денег, ну и так далее. Этот ком пошел. В итоге вот эта площадка сделана по всем законам соучастного проектирования. Оно сформировало абсолютно точное и крепкое сообщество, которое само сейчас чинит эту площадку. Появился очень правильный уровень общения с администрацией, потому что когда приходит один человек и что-то требует, ну таких весь город приходит и что-то требует, прекрасно я понимаю чиновников. Нет, здесь все артикулировано, за лишним не ходит, только если там нужна краска, на паритетных началах как-то всегда есть понимание, как работать с администрацией. Это тоже важно воспитывать у людей, как общаться с администрацией так, чтобы чиновник понял. Ну вот. И главное, что это сообщество, которое сформировалось в процессе работы с площадкой, уже само продюсирует новые проекты в городе Выкса. Вот. Многое здесь сделано руками жителей. Ну и вообще методическая база президентский грант, вот, если интересно, потом скажу, где его можно скачать, где мы рассмотрели 3 методики. Все это было реализовано в Иксе в течение 5 лет. Быстрый двор, образцовый двор и вот первый детский сквер. История каждой реализации, она очень интересна. Это, например, быстрый двор, когда примерно здесь процентов 80% работы это делают сами жители. И все. То есть вот удалось до такого уровня достичь, что прям все было сделано руками тех, кто живет в этом дворе. Ну, образцовый двор, здесь бюджет побольше, здесь совсем другое качество. Это уже вещь по нормативам, и она рассчитана надолго. Вот. Следующее. Еще один проект. Не могу о нем не сказать, потому что он задевает контекст и морфологию города, вообще суть города. Выкс — это моногород. И главное предприятие, которое обслуживает, которое позволяет этому городу жить, это ВМЗ, Выксинский металлургический завод. 2 года назад здесь был закрыт Мартеновский цех. Все, это был последний крупный цех в России. И по этому поводу было предложено поставить спектакль непосредственно в этом цеху. Спектакль получился. Весной этого года он получил самую высшую российскую премию в области современного искусства. Это премия «Инновация». И надо сказать, что это действительно уникальное явление, на которое люди приезжали специально вот на один вечер, чтобы посмотреть этот спектакль. Еще несколько объектов, иллюстрирующих тему полезного искусства, когда искусство может работать не только на какую-то умозрительную пользу, хотя очень важную в коммуникации, но и выполнять какие-то простейшие градостроительные задачи, как, например, вот эта остановка «Арт-Овраг», сделанная архитектором бюро «Дружба». Это очень такая качественная скульптура, да?
еще и функционирует. Там есть даже зарядки для телефонов, можно всегда зарядить телефон. И, наконец, это уже объект этого года. В этом году мы захотели предвосхитить будущее, посмотреть немножко дальше. И вот это одно из произведений «Бинарные часы». Автор, кстати, местный житель. 2 года мы работали с этим человеком, и удалось доработать эту вещь, превратить ее все-таки в совершенство. Дело в том, что этот объект не только интересен своей инженерной структурой, это все сделано из металла, 11 тонн металла здесь, но еще и тем, что этот объект интерактивный. Он показывает настроение жителей. Подсветка, она настроена на социальные сети, которые собирают информацию и передают ее в виде разного цвета сюда. То есть мы всегда можем понять, чем жители довольны, чем недовольны. Мы подключили эту систему на местный канал, то есть сейчас оперирует этим объектом портал «Выкса в курсе». Оно проводит опросы, и результаты этих опросов в виде световых сигналов отображаются здесь. То есть тоже как искусство может приносить, это не пользу, конечно, но, в общем, отражать какие-то уже такие глобальные настроения жителей. Тоже это немаловажно. Ну и, наконец, немножко о парке расскажу. Я вчера рассказывал, поэтому долго не буду. Благодаря постоянному изучению города через фестиваль, мы подошли к тому, что нужно менять общественное пространство, потому что общественное пространство города не были готовы к фестивалю. Вот даже до этого нас услышала администрация, и мы вместе сделали проект, подали его на грант по малым городам, историческим поселениям, и этот грант выиграли. Сейчас проект близок к завершению, даже лодочная станция строится. Это мечта многих жителей города, потому что она была утеряна в свое время, там, в 90-е годы. И, в общем-то, Выкса преображается прямо на глазах по всем фронтам. У нее уже совершенно свой культурный бэкграунд, у нее уже есть общественное пространство, интересные, не такие, как в городе. У нее уже есть и политический интерес к ней, потому что она звучит, она находится в медиаполе. Так, сколько у меня еще времени есть? Несколько минут, но вообще у нас уже подходит к концу вообще сама сессия, так что попрошу прям оперативно уложиться. У нас еще Анна Гасич также будет сейчас выступать. Хорошо, в этой половине выступления я хотел обратить на маленькие вещи, которые также могут менять место. Вот, например, наш в городе, видно, все маленькое. В городе Дюнкерк нас пригласили наши партнеры, французские ландшафтные архитекторы, вместе с которыми мы начали освоение заброшенной набережной в городе Дюнкерк. Как известно, это, наверное, неизвестно, потому что мы живем в России, но Дюнкерк – один из самых депрессивных городов Франции. Раньше там была тяжелая металлургия тяжелая. Сейчас предприятия закрываются, там увольняют людей ежегодно тысячами. Кроме того, там был порт. Сейчас порт переехал на 30 километров южнее. В общем, у Дюнкерка нет никакого будущего. Несмотря на то, что правительство какие-то предпринимает меры с борьбой с безработицей, и жители живут неплохо, потому что пособия во Франции очень хорошие. Но, тем не менее, всегда неприятно жить с ощущением тупика, что у тебя в городе ничего не будет происходить. Твое прошлое осталось где-то позади. В связи с этим разрабатывались разные культурные интервенции, в том числе и инициатива наша совместная, которая состояла из 3 вещей. Проект назывался «Сад Барж». Мы взяли старую набережную, заброшенную, вместе с местными жителями сделали такое нехитрое оформление. Это были настилы, это были какие-то небольшие клумбы. Здесь работали жители вместе с французскими ландшафтными архитекторами. И, в общем-то, через это они поняли, что это их. То есть,
уже через это началось включение в жизнь города. Вторым элементом стал объект Николая Полийского, который мы туда привезли. Из остатков разных металлических деталей, выпускаемых на этом предприятии, он сделал такой объект под названием «Спутник». Эта часть, она уже не на локальный контекст рассчитана, а уже на медийный контекст. То есть, конечно, на презентацию этого объекта приехали журналисты, они начали писать. Уже к Дюнкерку внимание было привлечено уже совершенно другого плана, да, уже уровня страны. И третий элемент – это выставка. Вот видите, морские контейнеры. Бюджет у нас был микроскопический, несмотря на то, что это Франция. Нашли морские контейнеры и сделали там выставку лучших примеров развития территории по всему миру, чтобы вдохновить людей, чтобы показать, что не все так плохо. И, в общем-то, эта акция получилась. Действительно было прекрасное ощущение после всей вот этой после этого события. И набережная заработала. Туда, естественно, пришел мэр, потому что он был инициатором этого проекта. И, в общем-то, сейчас этот проект живет и развивается дальше. Ну, еще совсем маленький проект, так не буду, если времени нет. И, наконец, вот последний опыт наш на полярном круге в городе Салехард. Единственный город в мире, который находится на полярном круге. Совсем недавно, в конце октября, мы открыли там скульптуру Ольги Лесниковой. Это «Сиги идут на север». Ее название, очень красивая вещь. Она состоит из металла с такими вот мелкими чешуйками, которые трепещат от любого, даже когда нет ветра, они колеблются и создают ощущение чего-то такого живого. Это то ли северное сияние, то ли это рыбы, сиги. И еще чуть-чуть об идентичности. Нас пригласили ее поискать в Алуште, где мы предложили такой большой фестиваль экологии, на экологические темы «Алушта Грин». Вот, например, был такой сделан слон, где старый ЗИЛ был взят за основу, списанный, и на его основе был сделан огромный слон. Вот, и этот ЗИЛ теперь выезжает только по праздникам, а слон становится такой танцевальной площадкой. В данном случае там были собраны рэперы, и этот слон ехал, и оттуда разносился рэп. Видите, сколько людей здесь было. Были созданы разные арт-объекты. Вот этот носорог, например, сделан из остатков деревьев, которые выбросило море. Муралы разные, там известные художники приняли участие. Ну и, в общем, фестиваль городской культуры, то есть он не только про паблик-арт, про объекты, но и про жителей тоже. Вот, в связи с чем были сделаны разные экологические станции, где были лекции и разные мастерские, можно было принести свою там старую обувь, и ты с неожиданностью обнаруживал, что, оказывается, из нее можно сделать что-то еще. А можно включить видео? Оно на сколько минут? Да не, оно 2 минуты, можно его перемотать. Все. Ну, на этом я заканчиваю свое выступление вот этим видео. Да, хочу сказать только, что мы всегда, когда вступаем на новую территорию, мы всегда вырезаемся в контекст. Нам очень важен отклик жителей. Мы постоянно меняем свои идеи в зависимости от того, что получаем на месте. И мы очень боялись, что первый раз никто не придет, но вместо этого пришло 17 тысяч человек. Целые автобусы приезжали из окрестных городов. Автобус с рэперами приехал из Ялты, из разных деревень люди добирались. Вот, и алушинцы говорят, что в их городе такого не было никогда. Они хотят продолжения. Сейчас ведем разговоры о том, чтобы это событие
все-таки стало не разовым, а каким-то таким было включено в городскую повестку? Шествие завершалось большим карнавалом, причем целую неделю разные художники приглашали любых желающих сшить себе костюмы, помогали им это делать. Все, спасибо за внимание. Спасибо огромное. Конечно, под вашу практику нужно отдельные семинары организовывать, даже не в рамках сессии, а прям вот весь день разбирать ваши кейсы, перенимать эту практику. Спасибо большое, очень-очень интересно. И, конечно, здесь что можно было бы сказать, что ВИКСа, подтверждаю, действительно, Виксунский фестиваль и вообще активность жителей Виксы — это уникальная история. Была там, мы вместе с Ириной там были. Советую всем съездить, посмотреть, что это за мероприятия, как действительно преображают жизнь города и жителей. И вместе с тем мы понимаем бэкграундом, что это во многом проходит при политической, при социальной, при финансовой, в том числе, поддержке Объединенной металлургической корпорации. Между тем, многие города не имеют такой возможности. Конечно, Викса — это просто большое счастье для города. Между тем, многие города фактически сталкиваются с тем, что нужно как-то с местными усилиями это привлекать, силами администрации, силами неравнодушных активных жителей. Вот мы вчера-сегодня обсуждали проект «Городские реновации», курируемый Минстроем России, и Анку Гасич, специалист Центра компетенции по вопросам городской среды и директор регионального отделения «Городские реновации». Поделитесь, пожалуйста, вашим опытом организации работы и тем, каким образом вы работаете над преображением города, разрабатывая дизайн-коды городов. Всем добрый день, здравствуйте, остались самые стойкие, спасибо. Я постараюсь очень вкратце рассказать про опыт дизайн-кода в Якутске, без презентации. А далее наши студенты расскажут о большой проделанной работе над дизайн-кодом в селе Бердигистях. Так, мой первый вопрос, давайте, раз это как у нас в рамках сессии, какие 4 слова объединяют практически все российские улицы? Я быстро отвечу: аптека, цветы, овощи и фрукты. Да. Эти вывески практически объединяющие составляющие любого российского города, причем вывески стараются Сбербанк всегда, еще. Сбербанк, точно, да, переключать друг друга. Каждая последующая табличка все больше и больше, и в итоге уже не видно зданий, улиц, людей, а самое смешное, что не видно и самих вывесок. Как это исправить? Исправить это очень просто. Современный подход к регулированию визуального облика улиц, использование дизайн-кода. То есть проиллюстрированный набор правил проектирования, требований и рекомендаций. Дизайн-код — это документ, который упорядочивает визуальный облик города, решает споры предпринимателей и обязывает бережно относиться к культурному наследию. В Якутске уже началась работа над дизайн-кодом проспекта Ленина. Напомню, что разработчик дизайн-кода в Якутске — студия Артемия Лебедева, и маршрут от площади Орджоникидзе до площади Дружбы. Так, не всегда работа над дизайн-кодом идет гладко. В самом начале, мне кажется, мы допустили небольшую стратегическую ошибку, когда тут же встретились с предпринимателями и начали как бы навязывать им свое решение. Предприниматели восприняли урегулирование вывесок как посягательство на их территорию, но на самом деле дизайн-код помогает бизнесу быть заметнее. Человеческий глаз устроен так, что большое количество разноцветной лепнины воспринимается как масса. И вот на опыте ведущейся работы дизайн-кода в Якутске осенью началась работа над дизайн-кодом села Бердигистях. И тут надо немного рассказать про городские реновации. Сейчас городские реновации — это сообщество студентов из СФУ, ВФУ и АГИКИ. Мы со студентами совместно с преподавателями и главным архитектором Ириной Алексеевой проводим учебные занятия, принимаем участие в форумах и встречах с жителями. Это все делается для прокачки будущих специалистов, чтобы они уже сейчас
уже во время учебы понимали, какую огромную роль формирование пространств они несут, формирование пространств, где мы живем. На самом деле мы все можем повлиять на наши города и села. Сейчас я быстро. Да, по работе нам приходится часто ездить по разным городам и селам республики, и надо сказать, что везде, в каждом населенном пункте есть люди, которые очень болеют за свой город, за свое село. Бердигистях сам вышел на управление архитектуры с желанием улучшить внешний облик села. И в сентябре мы уже выехали в первый раз в Бердигистях и вместе с администрацией и главным архитектором разработали проектируемый маршрут, который соединяет основные точки интереса. Это ипподром, парк, новый сквер, а также новый мурал, который появился в рамках фестиваля современной культуры, про который рассказывала Кыдана. И в создание этого мурала, по-моему, у нас в рекордные сроки, да, ушло 3 дня, по-моему, на рисунок, да? Где-то, да, очень, очень быстро, огромная стена, и все благодаря местному сообществу волонтеров, где также участвует и главный архитектор этого района Элена Романова, она тоже сейчас здесь. Вот. На сегодняшний день проведена огромная исследовательская работа, опросы и встречи с жителями. Мы наладили связь с архитектурой села, и по необходимости они могут связаться с нами, а мы с ними. Жители также рады нашей работе и на последней встрече высказали очень положительные комментарии о скорейшей доработке проекта. Им уже не терпится взять лопаты, деревья, просто выйти на улицу и сделать свое село лучше. И у нас есть еще одна хорошая новость. Вчера в рамках форума мы кратко рассказали о нашей большой работе над дизайн-кодом в селе Бердигистях замминистру строительства и ЖКХ Максиму Борисовичу Егорову и директору городских реноваций Олегу Заря. Вот. Максим Борисович обещал поддержать наш проект и вывести его итоги на российский уровень, чтобы остальные сельские и городские поселения могли уже ориентироваться на нашу работу. Вот. А теперь я уже передаю слово нашим студентам. Давайте их поприветствуем. Даяна, Иванна и Алена. Добрый день, дорогие слушатели. Меня зовут Багананова Иванна. В последние годы часто употребляется выражение «комфортная городская среда», которая поднимает проблему благоустройства. Малые архитектурные формы, навигация, вывески и баннеры – все это является элементами благоустройства, которые включают в себя дизайн-код. Мы, студенты-архитекторы и дизайнеры городских реноваций, вместе с Центром компетенции начали работу над разработкой дизайн-кода села Бердигистях горного Улуса. Проект на подготовительном этапе состоял из аналитической части и социокультурного исследования. Мы сделали визуальный анализ, чтобы выявить проблемы и недостатки села. Проведенный анализ помог нам собрать общую картину Бердигистяха и его состояние. Если описать в общих словах, то проблема заключается в отсутствии архитектурно-художественной концепции, уличной навигации и нумерации домов. Большое количество информационных вывесок, которые портят архитектурный облик зданий. Недостаточное количество скамеек, урн, зеленых насаждений и так далее. Также мы сделали социокультурное исследование с помощью проведенного онлайн-опроса среди населения, в котором приняли участие 78 человек. Опрос состоял из 14 вопросов, начиная от возраста жителя и заканчивая их мнением о необходимом благоустройстве в селе, какие у них есть идеи и предложения. По итогам опроса мы выяснили, что жителям необходимы уборка территории, оснащение достаточным количеством урн и зеленых насаждений. Им очень не хватает скверов и мест отдыха. Данные онлайн-опроса помогли нам также установить связь с жителями, узнать их мнение и пожелания. Собранная информация также в дальнейшем помогла нам при создании логотипа и брендбука села. Спасибо. Здравствуйте, уважаемые гости. Меня зовут Захарова Алена, и я хочу рассказать вам о брендировании села Бердигистях. Сейчас современные регионы должны задумываться о том, чтобы подчеркнуть свои индивидуальные черты, чтобы выделиться среди других. То есть задуматься о брендировании. Необходимо правильно выстроить стратегию разработки бренда. Бренд — это не просто
эскиз или логотип – это совокупность впечатлений, заложенных в его основе, которые остаются в сознании людей после взаимодействия с ним. Поэтому, чтобы появилась эмоциональная привязанность у жителей, бренд должен отражать особенности региона. Для этого мы провели исследование села Бердигестях, очень тщательно изучили его историю, географию, особенности и различия от других территорий. И мы хотим представить вам свои варианты бренда Бердигестях. Бердигестях – это якутское слово, в переводе означающее «молодые сосны», и поэтому, как вы можете видеть, в некоторых логотипах мы использовали образ молодой сосны. Также мы использовали формы, якутские национальные узоры, формы дороги, так как через село пролегает федеральное шоссе, форму рогов лося, так как лось является символом горного луса. И каждому логотипу мы составили свое видение фирменного стиля. Например, деловая продукция, сувенирная продукция. В логотипах мы старались использовать натуральные природные цвета, так как они очень хорошо сочетаются друг с другом. Почему так, что дает бренд селу? Он обеспечивает успешную реализацию стратегии развития региона, дает поддержку местным производителям, позволяя их продукции выйти на общий рынок. Также он привлекает новые инвестиции в регион и, конечно же, обеспечивает активную поддержку местных жителей, делая их носителями и участниками процесса строительства бренда. Для нас работа в этом очень большом проекте дало очень большой опыт, и мы были рады в нем участвовать. Добрый день, меня зовут Данилова Даяна. Обобщая ранее все сказанное, это дизайн-код разрабатывается в целях формирования городской среды. В наших же целях было составление свода правил, требований и рекомендаций по вопросам облика села Бердигестях. Мы перед собой поставили задачу по созданию элементов благоустройства, отвечающих требованиям безопасности, экологичности и удобства. Для достижения наших целей и задач во-первых, мы работали над архитектурным обликом улиц, чтобы в дальнейшем предложить свои рекомендации для улучшения облика села. Во-вторых, внести предложения по информационным баннерам и конструкциям, портящим архитектурный облик зданий. Также для формирования благоприятной среды в помощь к нам идут малые архитектурные формы. Они должны быть современными, лаконичными и содержать брендирование села, элементы брендирования села. Также связанность материалов, сочетание цветов, все это идентичность малых архитектурных форм дает нам, позволяет чувствовать себя в одном пространстве, что немаловажно. Сейчас же мы разрабатываем, создаем собственную линейку малых архитектурных форм. И позвольте напомнить то, что наш проект еще дорабатывается, дополняется, и мы тесно работаем с местными жителями и муниципалитетом. Спасибо за внимание. Спасибо. Анку, большое спасибо. Действительно отличный пример того, как можно вовлекать большой студенческий потенциал. Поздравляю с успешной практикой. И действительно хороший получается, прошу прощения за вульгарное слово, продукт. Мы надеемся, что вы сможете его и дореализовать, и доделать, и реализовать. И, наверное, у нас это было завершающее выступление. Поаплодируем, пожалуйста, нашим спикерам.
И я передаю слово нашему сомодератору Ирине Алексеевой для подводки всего нашего форума. Спасибо большое всем участникам нашего второго дня форума. Я, конечно, хочу, во-первых, чуть-чуть девочек добавить. Они не сказали о том, что мы сегодня с муниципалитетом планируем все это реализовывать. У нас есть планы по работе с поставщиками. Они должны выходить на базы, все это сами там, все рабочие чертежи сделать, подготовиться спецификации. Мы выйдем летом. И в 2021 году в этом селе будут проходить спортивные игры республиканские. И к этому мы должны все выстроить. Мы получили поручение главы республики, девочки об этом не сказали. То есть это все на самом деле действительно реальные вещи, реальные кейсы, итоги которых мы увидим в 2021 году. Это, мне кажется, первый кейс. Вчера Максим Борисович Егоров, замминистра строительства, очень поддержал наших ребят. Поэтому спасибо, Анку, спасибо, ребята. Ну а завершая наше мероприятие, я, конечно, хотела бы сказать, что сегодня я очень надеюсь, что вы получили все-таки практические серьезные рекомендации. Здорово, что главы сегодня с нами, здорово, что архитекторы с нами. И я хочу от всей души поблагодарить наших спикеров, экспертов и, конечно же, Евгению Муринец, потому что работать в тяжелых условиях импровизации всегда очень сложно. Нас сегодня все-таки посетило высшее руководство республики, Юрий Петрович Трутнев. Очень жаль, что они не выступили, но на самом деле они впечатлены вообще масштабом. Они, когда сюда подошли, они сказали: вы знаете, так люди работают увлеченно, мы не будем их отвлекать. Поэтому я думаю, что форум прошел на очень высоком уровне для нас, потому что мы, на самом деле, все учимся. Я вот сейчас с Дашей сижу, общаюсь. Для ребят сегодня, на самом деле, колоссальный опыт. Сегодня ребята впервые выступают на такой площадке. Давайте еще раз поблагодарим наших ребят. Все, и Центр компетенций наш, и ребята, которые проводят разные социокультурные мероприятия, фестивали. На самом деле, на такой серьезной площадке Дальневосточный форум – это очень хороший опыт, и мы планируем дальше двигаться. Уже сейчас обсудили, что будем делать разбор всей нашей сессии, модерирование, оперирование. То есть это достаточно серьезная работа, которую нужно уметь действительно организовывать и всем нам получать такой колоссальный опыт. Поэтому еще раз благодарим наших коллег. Хочу еще, кстати, насчет завтрашней программы. У нас завтра Даша Наугольнова остается. Поэтому, Владислав, я предлагаю сейчас на кофе все-таки вам ближе познакомиться, потому что завтра мы будем продолжать работу прикладную по переформатированию объектов культуры здесь, в республике. Очень интересная тема. И еще хочу сказать, что Артем Гебелев, который выступал по заявке по малым городам, он еще здесь, поэтому главы, если у вас есть вопросы по подготовке заявок, вы еще можете сейчас с ним пообщаться, можете обменяться контактами, потому что коллеги-эксперты готовы нам помогать. И мы с вами 1 февраля 2020 года должны отправить 9 заявок на конкурс «Малые города и исторические поселения». Поэтому желаем всем нам успехов, желаем больше креативить и развивать наши города. Спасибо всем большое.